Приглашение. Всем здравствуйте. Недавно читал современный доклад по философии, и там было интересно вводное слово. Там было сказано так, что доказать сегодня существование Бога – это как бы не проблема, а вот доказать сегодня существование человека – вот это действительно проблематично. Вот. И мне показалось, что это слово очень такое глубокое, в котором можно и хотелось бы все больше и больше разбираться. Кстати, сейчас параллельно в Москве идет церковный форум «Бог, космос», что-то Бог, человек, мир. Вот так, по-моему, ежегодная научная конференция. И в этом году она посвящена поиску человеческого в человеке, поиск сокровенного. Человеческое в человеке, поиск сокровенного. Да? Ну, то есть все больше эта тема вылазит наружу. Действительно, по ней очень много вопросов. Вот. Собственно, да, наверное, первый слайд. Можно будет следующий. Да. Собственно, я думаю, все узнали картинку. Это из трагедии Софокла, Эдип. Царь Эдип встречается со сфинксом. Мне показалось, вообще это немножко любопытный сюжет. Сфинкс задает загадку Эдипу. Причем самое важное в этой загадке, что вопрос жизни и смерти. И все-таки, если ты отвечаешь на этот вопрос, ты остаешься жить. Если ты не отвечаешь, то умираешь. Одно дело, когда тебе загадку задает, условно, какой-нибудь друг, и так, как бы по приколу. А другое дело, когда от этой загадки зависит вообще вся твоя жизнь. То есть ты можешь умереть. И когда тебе задается такая загадка, тебе нужно как бы включить все свое вот внутреннее существо, тебе надо максимально напрячься. Это, знаете, как подобно тому, как тонет корабль, и вот все утонуло, и ты в этом море, и ты ищешь некую опору. То есть ты пытаешься ее найти, чтобы опереться, чтобы дальше жить. И вот в этой загадке также как будто бы задает само бытие, то есть оно спрашивает, есть у тебя вообще какая-то опора в этой жизни? Ну, то есть можешь ты дальше остаться жить? Есть тебе, как бы, что стоит в твоем центре? И на самом деле, я думаю, что эту загадку все слышали, кто имеет 4 ноги утром, 2 днем, 3 вечером, бывает самым слабым, когда имеет больше всего ног. То есть в этот момент напряженного поиска ты начинаешь как бы искать ее снаружи. Но самое интересное, что правильный ответ – это человек. То есть Эдип эту загадку отгадывает и остается жить. То есть все чувства, наше все, оно абсолютно обращено как бы наружу. И то есть найти этот ответ, то есть вопрос человека о человеке, на самом деле, это, наверное, одна из самых тяжелых задач. Да? Ну, то есть это можно назвать антропологическим разворотом в поэзии. И дальше уже в это же время примерно появляется Сократ с его этим «познай самого себя», да? «Я знаю, что ничего не знаю», «душа знает все». То есть он как бы открывает это внутреннее пространство, но вот эти два его выражения «я знаю, что ничего не знаю», «душа знает все», оно как будто бы вот внутри его как бы закольцовывает. То есть внутри, он говорит, это внутреннее пространство, в котором просто радикальное знание и незнание. Вот. И то есть это то пространство, в котором, по сути, ты, как бы должен максимально открывать открывать самого себя. Но в нем, собственно, самое сложное в нем, конечно же, ориентироваться. Но вот это закольцевание, то есть, по сути, Сократу никто не нужен. Он самодостаточен внутри себя. То есть во мне есть максимальное количество знаний и максимальное количество незнаний, и все. И дальше я там уже как бы барахтаюсь. Вот. Следующий слайд. Да, здесь тоже как раз, думаю, все узнали Диогена с его фонарем, который ходит днем и говорит, ищу человека. Собственно, а что ищет Диоген? То есть вот у него как раз, видимо, вот этот сократовский поиск внутри, самодостаточность, ее нету. То есть хочется начать этот поиск не только внутри, но и вовне. По сути, когда он говорит, я ищу человека, то есть что он ищет? Может быть, это даже подобно тому, как Сократ искал красоту, да? То есть вот красивая девушка, красивая лошадь, красивая чашка, а где красота? И то есть он, получается, смотрит на человека, вот человек, вот человек, вот человек, а где человек? То есть где живет вот человек, то есть где этот самый оригинал? То есть получается, что копия, 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 а где оригинал? То есть есть ли он оригинал, стоит ли его вообще искать? И получается так, что нужно определиться, собственно, я копия без оригинала, или все-таки есть этот оригинал, к которому я могу смотреться, да? И как к тому, к чему, то есть к чему я должен быть направлен. То есть, наверное, как раз вот этот диогеновский поиск, он для православной антропологии вот более-менее как бы максимально близок на самом деле, потому что Сократ, то есть насколько бы его ни называли христианин до Христа и тому подобное, да, вот специалисты, которые прям изучают его, то есть видят скорее в этом максимальную гордыню.
Да, несмотря на все его открытия, да, и тому подобное, все-таки он услаждается больше собой, то есть ему никто не нужен. Ну, то есть то, что у него внутри, этого достаточно. Вот. Ну, следующее, да, то есть тема поиск человеческого в человеке, вот в искусстве мне просто некоторые фильмы, литературные произведения, да, кого интересует эта тема, то как художники пытались ответить на этот вопрос. Что делает человека человеком? Ну, то есть сюжет всегда робот или кукла, которая хочет стать человеком. И, собственно, каждое вот это произведение, оно раскрывает, что делает человек. И вот, кстати, Пиноккио есть экранизация Матео Гаррони, такой режиссер, который он ее снял именно как экзистенциальную драму. И это прям вообще просто восторг. Ну, то есть то, как он ее снял, поэтому я вот рекомендую посмотреть ее. Вот, то, как она передает вообще дух, он ее действительно как вот какое-то философское произведение снял. Вот, ну, дальше все знаете, наверное, «Приключения электроника». Вот недавно его звали Роберт. Это советский фильм 1967 года. Собственно, я смотрю, ну, это про искусственный интеллект. Прям вот один в один. Интересно, просто недавно человек рассказывал, что тестировали искусственный интеллект и дали задание пройти капчу. То есть я не робот. Ну, то есть ты должен пройти. То есть как человек. И что он сделал? Он в объявлении нанял человека, который бы прошел и его пропустил. Да, и, собственно, там вот на этом не делается акцент, но это как раз, знаете, еще спор физиков с лириками. И вот это его звали Роберт, это высказывание как раз лириков против физиков. Да, и они, собственно, его отменяют. Но этически он, конечно, там деградирует и тому подобное. Вот, 200-летний человек, ну, такой затянутый фильм, но ответ на то, что такое человек, конечно, вообще поразил. Искусственный разум Спилберга, Барби Лэнд, уже как бы, конечно, женская тема. А игра «Детройт. Стать человеком» очень по-современному отвечает, как вот этим самым киборгам дают вообще право называться человеком. И последний фильм «Процесс Вальядолиди» – это исторический фильм, когда испанцы завоевали Латинскую Америку, то есть он построен на документах, этот фильм. Привезли аборигенов с Латинской Америки, и был диспут в католической церкви, являются ли они людьми. И, насколько я понимаю, передали, ну, то есть по документам прям там был, значит, монах и юрист католической церкви, но это, конечно, история западная, привести людей и как бы доказывать, люди это или не люди. Собственно, этот дух-то он так и остается, ну, то есть православие, конечно, в историческом такого, чтобы привести людей и доказывать, люди это или не люди, да, но вот их аргументы тоже это очень как бы интересный фильм, я с удовольствием посмотрел на эту полемику, но страшно, конечно, там, когда монах рассказывает о том, что делали там испанцы в Латинской Америке, там просто, я не знаю, мне кажется, там концлагеря просто где-то в сторонке курят. Вот, речь страшная. Следующий слайд. Да, ну то есть, собственно, переходим уже к библейскому повествованию о творении человека, да. Когда мы читаем Шестоднев, мы видим постоянно, что Бог творит мир, и Он все время обращается к стихиям. То есть там, да соберется вода, да произведет земля, да будет суша и так далее. Ну, то есть все время обращение идет к стихиям, и, собственно, создаются уже животные под эти стихии. Но когда мы доходим до человека, да, тогда вот цитата из Библии: «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Вдруг Бог обращается не к стихии, а к самому себе, внутрь самого себя. То есть один из главных аспектов библейских, что стихия человека сам Бог. То есть не земля, не вода, не суша, а, собственно, сам Бог. Вот. Но и здесь, поскольку мы видим основные понятия, образ и подобие, ну, то есть можно, да, вот как бы обращаться, спрашивать, ну, к вам, если что, да. Ну, то есть, как вы думаете, какое здесь ключевое слово, которое раскрывает понятие образ и подобие? Так, а еще есть варианты? Ну, то есть, чтобы понять, что такое образ и подобие, в каком слове оно раскрывается. Угу. Еще? Мерси. Все, сдаетесь? Владычество. Образ и подобие – это в первую очередь власть. То есть человек наделяется властью. А дальше уже начинается раскрытие, собственно, а через какой инструмент человек вообще имеет эту власть.
И, собственно, вот эти все характеристики, которые отличают человека от животного. Ну, то есть это словесность, это свобода, творчество, разум, воля и так далее. Все вот эти самые вещи. То есть человек творится именно как властитель. То есть его бы можно назвать директор филиала. С одной стороны, ты вроде директор, но филиала. Да, вот. Да. И здесь еще икона Андрея Рублева, ну то есть она, наверное, показывает некоторый смысл. Это то, что называется предвечный совет, да. То есть здесь уподоблена трапеза, чаша и, собственно, сами лица Троицы как чаша. И поэтому человек творится именно как сотрапезник, то есть тот, кого приглашают в жизнь, приглашают в трапезную, разделить вместе с Богом. Ну, то есть смысл такой, что это вот как раз раскрытие, что Бог есть стихия, это значит влиться во внутреннюю жизнь Бога. То есть это как если, ну, какая-то совсем отдаленная метафора, да, когда вы приходите в детский дом и берете ребенка. Оттуда берете и садите, ну, вы как бы одной природы, а здесь то есть, другая ситуация, но как бы смысл примерно такой. Следующий. Да. Творение человека, собственно, уже более подробное, да, ну, то есть чтобы понять, собственно, что происходит, что такое человек. Вот, кстати, вдунул в лице дыхание жизни, это вот ваша любимая тема, собственно, Варлаама и Григория Паламы, собственно, спор о том, что есть это дуновение, в чем вообще смысл этого дуновения. Здесь, кстати, ну, наверное, дальше мы как бы скажем об этом, да, но вот эта фреска, она как раз вот с вероучительной стороны, она отражена абсолютно правильно. Вопрос, что делает человека, то есть душою живою. Проблема в том, что вообще в православии нет догмата о антропологических догматах. То есть догматы есть о чем угодно, кроме человека. То есть человека категорически не получается засунуть догмат. Почему? То, что мы говорили, тема образа. То есть подход к человеку катафатический, то есть когда мы говорим о том, что имеет человек, это вот как раз все эти вещи, которые делают похожим на Бога, и апофатический момент. То есть образ Божий в человеке не познаваемый никак. И получается, что любая система, которая говорит, я знаю о человеке там все, условно берет его в предел, она всегда с точки православной всегда будет как бы некоторой ересью. Вот. Потому что человека определить нельзя, потому что та глубина, которая в нем есть, собственно, да, ну, она никаким образом не может быть познана. Никак. Сколько бы человек сам себя не углублялся, он никак до него не дойдет. Поэтому вот выражение знаменитое Достоевского «человек есть тайна, я хочу ее разгадать, потому что хочу быть человеком», да, вот слово «тайна» и «разгадать» — это две вещи, которые рядом с друг другом не очень сочетаются. Поскольку понятие тайна, она уже по определению непостижима. То есть тайна — это не секрет, который мне можно рассказать. Тайна — это как раз то, что лежит за пределами. То, что лежит за пределами разума. Вот. И человек по отношению к самому себе также лежит за некоторым пределом. То есть одна из проблем человека, что он одновременно является и субъектом, и объектом. И в этом смысле какое-то вот даже есть некоторое проклятие. Вот. Значит, следующий. Да, ну то есть, кстати, апофатически очень хорошо раскрывается в стихотворении Франсуа Вийона, наверное, знаменитый, да? Я знаю, как на мед садятся муки, я знаю смерть, что рыщет все губя, я знаю книги, истинные слухи, я знаю все, но только не себя. Да, ну то есть у него вот у Вийона много таких, но вот это как раз скорее высказывание скорее онтологическое. То есть во мне есть то измерение, та глубина, которая лежит вне меня. Здесь же еще один из принципов, когда мы с вами читаем Священное Писание, принцип «кто дает имя». Кто дает имя, тот имеет власть. Например, человек дает имя животным, значит, имеет над ними власть. Но имя человек дает человеку Бог. И то есть по определению он не может властвовать то есть человек не может властвовать над самим собой. Вот. Значит, подобие. Да, следующий момент — подобие. Для вообще еврейской традиции образ и подобие — это просто синонимы. У них есть такой элемент, как библейский параллелизм. Они любят одну и ту же мысль как бы с разных сторон, да, подойти к ней. Но как раз в святоотеческой литературе подобие — это как раз принцип того, чего мне нужно достигнуть. Образ — это то, что дано, подобие — собственно, цель.
Ну, то есть смысл и цель жизни, они определены, они есть. Дело в том, что я как-то решил, еще в YouTube работал, найти какие-то ролики о смысле жизни. Да? Ну, и там разные, там по 5 минут и прочее рассуждают. Ну, по сути, они все сводятся, что жизнь бессмысленна. Ну, то есть по определению все, вот как бы вы должны с этим жить. В жизни нет никакого смысла. И всякий, кто скажет, что есть смысл, оно уже, в общем, будет анафематством. Вот. Значит, да, следующий момент, да. Слайд. Да, следующий. Да, теперь вот история про грехопадение, да, история, которая как бы, ну вот как будто бы она кажется, собственно, тем, чего не могло никак быть, что это совсем какой-то миф, совсем какая-то сказка, но мне кажется, что самое лучшее вообще доказательство того, что это наше внутреннее состояние, которое очень-очень хорошо выражает то, что описывается, да? Собственно, есть дерево познания добра и зла, есть змей, искушающий Еву. И вот этот момент «нет, не умрете». То есть Бог говорит, вы умрете, если вкусите, змей говорит, нет, не умрете. Это тема, которая постоянно как бы оседает в ушах. То есть человеку очень сложно поверить в свою смерть. То есть ее сложно осознать. Поэтому, поскольку эта мысль все время у человека «я не умру». Сейчас как раз разговаривал с одной знакомой, она говорит, 3,5 года ее дочери, она подошла и сказала, мама, я не хочу умирать. И та присела как бы. Да. Вот. Собственно, первая добродетель, которая есть против этого, это то, что называется память смертная. Но память смертная, если мы внимательно читаем тексты святоотеческие, это, говорю, не мысль о смерти. Не от того, что просто, ну да, я умру, как бы, ну все, ладно, пошел дальше жить. То есть мне нужно к смерти прикоснуться. То есть мне нужно такое внутреннее переживание, которое смерть буквально меня как бы касается. То есть она прям где-то на глубине, она должна как бы меня немножко обволакивать. И тогда она мне дает, ну то есть если у меня хватает веры, она мне дает возможность начинать что-то делать. Если веры нет, соответственно, отчаяние, и все, туда как бы я немножко проваливаюсь. А дальше вот хотел опять вопрос, да? В словах, значит, нет, не умрете, но дальше. Как вы думаете, какое здесь будет ключевое слово, которое говорит змей, ну то есть которое является самым соблазнительным для человека? Так, еще варианты? Ключевое, да, будет знающий. На самом деле для человека быть Богом – это норма. Человек создан именно для того, чтобы, ну то есть главная тема – это обожение. Вот история макрокосмос-микрокосмос, которая из античной философии, да, здесь скорее у нас концепция теос-микротеос. То есть для того, чтобы установить эту самую онтологическую связь между человеком и Богом. И поэтому что предлагает змей, по сути? Он говорит, что вы должны подражать Богу, но главное, какой характеристики вы будете подражать. Что есть такое в Боге, чему бы вы хотели максимально уподобиться. И, собственно, он предлагает знание. Бог всеведущий, соответственно, вы будете знать все. И знание сделает вас богами. Ну, собственно, вот этот самый как бы рационализм. То есть, что предлагает Бог? Бог предлагает отношения, любовь. Змей предлагает знания. Ну, то есть, весь вообще как бы оккультизм, там, эзотерика и прочее, весь сатанизм, он как бы вот на этом держится. Обожествление знаний. То есть, будет у меня знание, собственно, я вот превознесусь как бы выше всех. То есть, один из принципов. То есть, когда человек, собственно, онтологически вся его внутренняя экзистенция направлена на Бога, змей говорит, смести фокус, не смотри наверх. Фильм, который сняли, да, ну то есть он фильм-то религиозный полностью, вот это, если кто не смотрел, прям, я не знаю, я вот за последнее все это самое лучшее, что вообще смотрел. Не смотри наверх с Ди Каприо, да, вот. Ну то есть змей говорит то же самое, не смотри наверх, то есть не смотри на туда, кто выше тебя, смотри на плод, то есть перемести свой фокус с невидимого на видимое, постигая его на чувственное.
Ну, то есть самое главное, что все твое должно существо, оно должно просто нырнуть туда, в материю, и быть в ней. Ну, и, собственно, дальше, следующий слайд. Что из этого, ну, то есть, что из этого выходит, да? Увидела жена, что дерево хорошо для пищи, приятно для глаз, вожделенно, потому что дает знания и так далее. Дальше описывается ее состояние. Если мы внимательно как бы в это погрузимся, мы увидим это состояние эйфории. Чувственная эйфория. Да, ее, ну то есть то, что мы говорим матрица греха, это означает, что здесь одновременно воздействует на нее то, что называется похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. То есть начинается внутри некоторое возбуждение, вот, и которое внутренние чувства уходят из-под контроля. То есть, чтобы было понятно, если читали «Искушение Христа в пустыне», да, «Сделаются пусть хлебами» и тому подобное, они все три направлены именно на это. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Собственно, сначала первый этап, да, хлеба, потом зрелищ, и следующее уже как бы прямой сатанизм. Ну, то есть прямое поклонение сатане. Я, кстати, немножко даже рад, что мы живем в такое время, где это актуально, с этими островами Эпштейна и прочее. Я думаю, ну, наконец-то вот религиозный дискурс, вот он пришел, потому что все по тайным комнатам, да, надо понимать, что мы живем как бы в мире, в котором это все реально. То есть это уже то, что как бы под ковер не заметешь. Вот. И то есть, собственно, прибывает вот это самое возбуждение, эмоциональное, эйфорийное, оно называется вообще в аскетической литературе состоянием духовной прелести. Мне хорошо, мне приятно, я как бы кайфую от этого, но проблема в том, что это состояние безблагодатное. Это состояние, в котором теряется полностью контроль. Вот что как бы важно. Поэтому здесь вот, ну, собственно, фотография, да, ну, какого-то ночного клуба, оно вот про это. И знаете, когда, ну, когда-то ходил в ночные клубы, еще там до монастыря как бы, любил посещать, и потом, когда в Москве жил в монастыре, а у нас там исторические здания, которые, в общем, второй этаж занимали мы, то есть жили монахи, а внизу ночной клуб в этом же здании. Да. Ну, то есть пятница. Да. Пятница, суббота, то есть то есть это не сосед громко музыку включил, это ночной клуб. И то есть в пятницу, субботу мы не спали, а у нас как бы утренняя молитва, там в 5 утра начинается, да, то есть мы как раз выходили и клуб закрывался, шли, а у нас как бы храм, надо было пройти немножко там по улице, вот. И, собственно, я почему-то у меня вот это, поскольку знаю, что и как там, да, я вдруг понял, что богослужение само, да, сама литургия, и, собственно, богослужение внутри ночного клуба, это прям вот две вещи, ну, то есть это некоторая изнанка. То есть, как знаете, есть свой священник, да, есть причащение, там есть бармен. Вот. Ну, то есть, вот эти все параллели, как они выворачивают наизнанку, да, ну, то есть, есть хор, да, ну, то есть поет. Здесь, соответственно, диджей. Вот. То есть, если у тебя задача максимально собраться, сосредоточиться, как бы внутренне, да, здесь наоборот максимально рассеяться. Ну, то есть слово расслабление не нужно, чтобы вот все прям меня, чтобы я просел. Вот. И поскольку как бы был и там, у меня как бы вот нарисовалась вот эта история с некоторой изнанкой, с некоторым богослужением наоборот. Вот. Да, духовная прелесть, ну, то есть самая большая проблема, что человек не, как бы не понимает, не осознает. Ну вот дальше, наверное, мы скажем уже следующее. Да, собственно, в чем проблема? В чем суть вообще грехопадения? Грехопадение – это не история про то, как съели первые люди запретный плод. История грехопадения – это про то, как человек отказался от свободы. Ну, то есть свобода – это не воля, не будем путать. Свобода – это прежде всего состояние жизни в Боге. И дальше, когда уже Бог приходит, да, человек немножко сошел с ума, убегает от Бога, и когда уже Бог обращается к нему, он начинает складывать, то есть первое, что делает, складывает ответственность. Жена, которую ты мне дал, она мне принесла, и я ел. То есть его мысль такая, даже это первая конспирология, то есть он как бы напрямую говорит, у вас был заговор, то есть у тебя и у жены, и вы против меня устроили такую схему, что в итоге я вот оказался тут вот таким вот. Да, ну то есть
Да, это на самом деле такая конспирологическая теория, то есть у вас у всех заговор вот против меня, да, я жертва этих обстоятельств, типа ничего не видел, ничего не знал, да, то есть все, Адам, по сути, отказывается от свободы, ну, то есть отказ от ответственности, это отказ от свободы, то есть виноват кто угодно, только не я. С женой как бы происходит тоже, так это змей, я-то вообще вот не при делах, да, ну то есть там все друг от друга, но на самом деле что происходит? Удивительно, но грех что делает с человеком? Одновременно получается раскол в три вектора. Бог меня теперь пугает, то есть рай, суть, это богообщение. Но теперь Бог меня пугает, теперь жена, которой я признавался в любви, ты кость от костей моих, плоть от плоти моей, теперь, собственно, она вообще вот, ну, то есть, собственно, человек, из-за которого все беды, да. И внутри меня самого происходит тоже трагедия, ну, наверное, дальше мы скажем более подробно, что внутри Адама вообще происходит, да, ну, то есть, как действует грех. Чтобы было понятно, грех – это не поступок, грех – это метафизическая болезнь, чтобы было понятно. Все остальное – это уже как бы последствия. Вот. Но в целом это вот некоторый раскол. Вот. Ну, дальше все, что есть, как бы все эти проклятия, смерть и тому подобное, все, что как бы человеку остается. Да. Но, кстати, не сказал вот важную вещь, собственно, человек творится и должен, ну, то есть твориться в трех статусах. Царь, священник и пророк. То есть его основная задача, да, как царя властвовать, то есть этот мир принадлежит ему. Как священник, он должен постоянно приносить жертвоприношения. То есть жертвоприношение заключается в том, что я этот мир, который мне дан, я его возвращаю Богу. То есть мне дано для того, чтобы я вернул, умножил это, как притча о талантах, например, да. Вот. То есть мне нужна та благодать, которая дается Богом, мне нужно ее максимально распространять. Ну, на литургии как раз возглас «Твоя от Твоих, Тебе приносящая всех изо всех». То есть я беру у Тебя, да, и я возвращаю Тебе. Вот. И, собственно, через это я расту. И тема пророка. Пророк – это не тот, кто видит будущее, как бы ложное представление. Пророк – это в первую очередь тот, кто возвещает волю Божию. То есть мне нужно показывать, что вот Бог здесь главный, я через него. Ну вот история про директора филиала. Поэтому эти три статуса, священник, царь и пророк, это тот, кем человек поставлен Богом. Потому что сегодня, когда, ну, есть, видимо, два направления у нас, да, больше постгуманизм и трансгуманизм, я вот, поскольку читал определение, постгуманизм – это как раз история про то, что ты человек как бы плесень, и лучше бы тебя не было. Ну, то есть иди убейся. Это вот буквально как бы такая, по-моему, у Варавы, который философ, Владимир Варава, да, у него, по-моему, есть термин эвтаназийная культура. Ну, то есть, по сути, когда вот выбор к смерти идет у человека, то есть мне нужно, по сути, я пришел в этот мир, чтобы себя потихоньку убивать. Вот. И поэтому постгуманизм как раз говорит, что человек это вот паразит, которого не должно быть. Пусть лучше будут вот лошадки, козлики и тому подобное, да, а человек больше тут, в общем, ничего хорошего не делает. И трансгуманизм, да, ну то есть человек, по сути, он где-то вот в нише иерархии, а в трансгуманизме он еще оставляет вот эту историю, что человек некий центр, да, что вот эта внутренняя потребность жизни вечной, она должна быть достигнута. Я как-то с одной полемизировал, она философ, трансгуманист, то есть пишет книги прям вот так вот серьезно все, да, и у них же есть такой взгляд, вот как у вегетарианцев есть, они, например, очень не любят людей, которые едят мясо, они говорят трупоеды, ну, называют. А трансгуманисты, они называют людей, которые не хотят жить вечно, они называют смертопоклонники. Ну, то есть смертопоклонники, ну, то есть у них вот такое как бы отношение, да, вот. И она там начинает качать эту тему. Я говорю, ну, какие есть вообще основания у того, что человек вообще должен жить вечно? Да? Ну, то есть, как бы, какие предпосылки-то, на чем как бы держатся? То есть, вот вы утверждаете, человек должен жить вечно, а те, кто не хотят, ну, собственно, это ладно бы сказали, ну ладно, не хотят и не хотят. Нет, вы как бы там люди второго сорта. А предпосылок-то нет. Откуда, почему тяга к вечной жизни вообще у человека есть, если у нас эмпирически просто, ну, нет никаких предпосылок к этому? Мы же видим, человек умирает, все. И, собственно, вот это психологическое отношение к смерти, мне кажется, оно вообще одно из таких лучших доказательств как раз вот библейской истории о том, что человек не создан для смерти. Вот. Кстати, вопрос. Вот.
Как вы думаете, человек создан был смертным или бессмертным? Вот по библейской истории. Да, до. Так, еще есть версии? Вторая. Все, да. Нет, но имеется в виду, все как бы согласны бессмертным. Да. На самом деле, по-святоотечески и то, и другое. Да. Потому что если, как аргумент, да, если Бог творит человека бессмертным, а это характеристика самого Бога, соответственно, он творит Богом. Если он его создает смертным, следовательно, Бог источник смерти. Да? И по идее тогда, все. Поэтому человек творится в потенции, то есть ему дается, смотри, вот сюда идешь, жизнь вечная, сюда идешь, как бы смерть. И то есть сейчас все в твоей воле, все в твоих руках. Вот. В общем, поэтому здесь такая, как называется, квантовая суперпозиция, да? Вот. То есть человек вот такое вот существо, которое находится в этой суперпозиции. Кстати, вот история про грехопадение, помните, были наги и не стыдились, а потом голые и уже стыдятся. Дело в том, что в оригинале Библии слово «нагой» и «голый» – это разные понятия. То есть нагота, которая бесстрастная, и то есть у святых отцов всегда человек изначально не был голым, то есть он был точнее нагой, но в нем была одежда как раз вот из этой самой благодати, о которой спорил Палама. То есть и когда я смотрю в раю на другого человека, я вижу одновременно человека прекрасного, преображенного и вижу одновременно Бога. То есть у меня сразу вот эти зрение, оно сразу вот как бы туда, в два. И, соответственно, когда благодать лишилась, я начинаю видеть вот эту самую, свою наготу уже позорную, потому что, вот, кстати, у Владимира Соловьева, у него размышления о стыде, да, о стыде как, наверное, об экзистенциальной категории. То есть стыд – это стыд за свою животную природу. То есть я не стал тем, кем должен был быть. Поэтому человек – единственное существо, по сути, которое носит искусственную одежду. Вот, насколько я понимаю, больше никто из мира не носит искусственную одежду, только человек. Да, и эта одежда, она должна напоминать о той одежде, которая когда-то была. И эта одежда была именно из света. То есть она не была искусственной. Искусственная появляется, когда фиговые листья и тому подобное начинают прикрывать, и так далее. Поэтому человек превращается вот в такого голого короля. То есть, с одной стороны, ты царь, но ты без одежды. То есть ты, особенно если тебе внушат, что, в общем, да, ты как бы царь царей и тому подобное, то это всегда выглядит, чуть-чуть как бы смешно. Кстати, вот история с тщеславием, да, то есть сама страсть, тщетная слава, это то есть слава, которая не от Бога, слава, которая имеет источником нечто другое. Вот у Паскаля в мыслях, он ведь об этом рассуждал именно о тщеславии, вот он чувствовал какую-то метафизику именно в тщеславии, да, то есть такие страсти, как там блуд, серебролюбие, вроде бы они вот немножко понятны, а тщеславие это что-то очень-очень-очень высокое. То есть зачем вообще человеку славу? Какую славу он ищет? Для чего она? Казалось бы, живи вот в жизни как бы биологическая, ешь, пей, спи, а какая-то слава, она тебе зачем? Да, и вот он как раз видел вот в этой потребности вот ту как бы историю об этой славе. Вот. Так. Да, здесь уже Ветхий Завет. Я вот сверху эту цитату блаженного Августина написал, но я ее не смогу прочитать. Она какая-то очень сложная, но она выражает, наверное, суть вот этого внутреннего движения. От внешнего к внутреннему, от внутреннего к высшему. Есть 3 книги Соломона в Ветхом Завете. Книга притчи Соломона, Экклезиаст и Песнь песней, которые, вот по святым отцам, как бы выражают некоторые 3 ступени поднятия к Богу. То есть первая, притча Соломона, это книга, с которой всякий в Ветхом Завете, всякий иудей начинал вообще свое знакомство с Священным Писанием. 12 лет исполнилось, все, вот притча Соломона. Это, по сути, практическое исполнение заповедей, 10 заповедей. То есть рассматривают разные ситуации, что добро, что зло. Добро это всегда выгодно, зло это всегда невыгодно. У тебя будут проблемы, если ты будешь делать зло и прочее. То есть такая нравственная философия. Там, конечно, есть такие интересно-мистические вещи, важные, да, но, по сути, это вот первый этап. Ты должен научиться различать добро и зло.
Второй экклесиаст — это, наверное, то, что знаете, суета, сует, все суета и так далее. Второй этап ты должен уткнуться во внутреннюю пустоту. То есть это внутренняя пустота, то есть тоже, что такое суета, суета, сует, все суета и томление духа. По сути, пустота и разочарование. Все есть пустота и разочарование. То есть когда внутри меня открывается какая-то бездна, которую я очень-очень хочу наполнить, и он перечисляет, строит сады, то есть он все виды развлечений, все виды деятельности, и наукой занимался, и строил какие-то там сады, и развлекался, и в конце все время суета, пустота. То есть его вот эта жгучая внутренняя пустота, она его все время как бы разъедала, съедала. И он думал, ну что может вообще наполнить душу человека? Да, и поэтому некоторые поражаются, почему это вообще книга в Библии, как это может быть? Ну, то есть один из толкователей говорит, это Экклезиаст и есть первый экзистенциалист. Да, то есть вот он настолько размышляет вот об этой внутренней сущности человека, которую ничто не может наполнить, да, что, в общем, это очень-очень важное положение. И, по сути, он приходит к тому, что я вообще ничего не знаю, ничего не понимаю, но вот я знаю, что, походу, вот мне только надеяться на Бога, и все, больше я ничего не понимаю. Вот это сартеровское, да, что у человека в душе дыра размером с Бога, и каждый наполняет ее как может, собственно, вот про Экклезиаст. Да? Вот. И «Песнь песней» — это вообще книга, о которой спорили, что она в Библии делает. Там о Боге вообще ничего нет, и сплошная порнография. Ну, то есть, если в нее углубиться, там действительно как бы эротика. Жена бегает за женихом. Вот. И очень-очень сильно его желает. Ну, собственно, если мы читаем уже святых отцов, которые прям мистики, они напрямую говорят, да, собственно, объяснить соединение с Богом, кроме как через язык эротики и порнографии, невозможно. То есть это единственный язык, да, то есть, но непонятно, это метафора, которая как бы помогает передать то вожделение, ту жажду, ну, то есть вот этот божественный эрос, для них как бы основное. Вот. И по сути человек вот эти три этапа проходит, то есть в Экклезиасте я должен разочароваться абсолютно во всем. Я должен прям познать свое ничто, я должен освободиться от любых привязанностей и тому подобное. И когда я уже в это ничто как бы войду, и тогда у меня есть возможность полностью взлететь как бы вот туда к Богу. Все, меня уже ничего не держит. Мои руки должны быть освобождены. Да, вообще тема познания своего ничто, это тоже в аскетической традиции очень важно. Я как-то смотрел конференцию американскую. Собрались 4 профессора, все занимаются физикой там, появления только Вселенной, да? И тема была, что такое ничто. 2 часа обсуждений было, что такое ничто. Ну, мне очень, очень понравилось. И один из них был, он одновременно физик и философ, и он четко показал, что на самом деле, да вы все не верите в ничто. Даже когда вы объясняете там какие-то флуктуации и прочее, в этом во всем есть геометрия. Это нельзя назвать ничто. Ну, по сути, вы все как бы платоники. Ну, то есть он показывает, да, вы верите в вечность материи. В каком она там, в какой форме и прочее, а в ничто никто из вас не верит по-настоящему. Вот. Следующее. Да, ну и как бы вот уже приходим, собственно, к теме боговоплощения. Это, наверное, центральная тема, но по сути сейчас 2026 год от Рождества Христова. То есть все, что, собственно, точка отсчета, это само боговоплощение. Слово, то есть божественный логос. Вот помните картинка, когда творение идет Адама и, собственно, лицо одинаковое. То есть одна из проблем, ну то есть парадоксальных, заключается в том, что сначала творится копия, потом приходит оригинал. Ну то есть в нашем мышлении все наоборот. Сначала оригинал, и с него делаются копии. А тут все наоборот. Сначала творится копия, потом приходит оригинал. Вот. И дальше есть сложное, собственно, для чего пришел, в чем вообще смысл, да, для чего это все нужно. Собственно, Бог приходит, чтобы найти человека. Как в райском саду, да, Адам, где ты? Когда Адам там бегает, скрывается. Вот. Бог приходит снова, как бы в человеческий мир. Самое, наверное, интересное, вчера как-то я задумался, если внимательно читать Евангелие, Бог везде, ну то есть тема власти, это основная тема. Бог везде проявляет свою власть. Но эта власть проявляется над чем угодно и как угодно, кроме социально-политических отношений. То есть мы видим власть над бесами, изгоняет бесов, власть над болезнью, власть над грехом. То есть вообще вот все, кроме политико-социальной жизни.
Там прям вот полное отстранение, да. Ну, то есть по как раз святым отцам самое главное не тронуть человеческую волю. То есть, казалось бы, все время, ну если Бог пришел, он должен родиться в самом крутом дворце, он должен быть самым там властелином и прочее, да, и всегда отвечать. Но тогда ты будешь вынужден в него поверить. То есть Бог приходит, рождается в каком-то Вифлееме, там где-то там с овцами в яслях и так далее, проповедует, не имея никакого статуса, ни царь, ни священник, вообще ничего никак, просто как бы бомж и бродяга, который ходит, и все ради того, чтобы не тронуть твою человеческую волю. Чтобы, не дай Бог, ты уверовал, но с каким-то принуждением, что ты был вынужден это сделать. Наоборот, делает так, чтобы тебе было максимально невыгодно верить. То есть камень преткновения, камень соблазна, я сделаю так, что тебе будет стыдно в меня верить. Ну, то есть тема стыда, как бы основная, да, в кресте у апостола Павла, что, собственно, единственный выход – это юродство, безумие. То есть Бог какой-то безумный план воплощает, и, собственно, тебе нужно вписаться в это безумие. Преодолея вот все, что вы насоздавали в этой самой цивилизации, да, тебе нужно все это бесконечно преодолеть сквозь это. Вот. Да. Главный момент соединения божественного и человеческого, то есть для чего, собственно, что принес вообще как бы Христос основное. Он принес вот эту самую божественную жизнь, он принес вот эту самую трапезу, в которой тебя приглашают, поэтому притчи о пире, о званных на пир, и поэтому вот это самая внутренняя божественная жизнь, собственно, он ее тебе принес, чтобы ты ее взял. Да, потому что тебе со всех сторон предлагают, смотри, вот эта же жизнь, вот эта жизнь, вот эта жизнь, но во всем, то есть через все это ты должен увидеть совсем иную жизнь, которую тебе принесли из рая, по сути, евангельские заповеди – это райские заповеди. То есть если закон – это уже про грешного человека, то здесь тебе приносят уже возлюби Бога, возлюби ближнего и так далее. Это уже заповеди оттуда, из рая, от начала. Следующее. Вот, люблю прям эту антропологическую сказку, наверное, узнали, «Волшебник страны Оз». Идеально. Вот прям антропологию изучать идеально. Собственно, внутренний человек из чего состоит? Да? Из сердца, разум и воля. Да? То есть, соответственно, Страшила просил разум, да? Дровосек просил сердце и просил лев волю. Ну, то есть его мучили как бы страхи. Вот. И само по себе исцеление всех этих трех внутренних чувств, ну, то есть если мы смотрим на Адама, то есть патология разума, когда разум перестает работать так, как должен работать. Вот особенно сегодня мы все знаем разные психические расстройства. Поврежденный разум, какое расстройство? Даже в самой болезни. Да? Ну, то есть раскол ума, собственно говоря, да, ну то есть человека вместо собранности ума начинается внутри раскол, так что, ну то, что называется рассеяние, то есть все как бы бегает, прыгает в голове и никак это не собрать. Вот. Болезнь сердца, болезнь чувств. Что будет, какое психическое расстройство? Знаменитое. Нет. Нет. Даетесь? Биполярное расстройство. Ну, то есть вот эти состояния маниакальные, да, ну, то есть когда тебе эйфория, когда вот, собственно, туда-сюда прыгаешь, то есть сердце, оно не сосредоточено. Ну и, соответственно, воля. Какое будет болезнь воли? Ну, фобии, да, все виды фобий. Ну, то есть, собственно, если мы смотрим на грехопадение Адама, то есть что было в раю, вот, собственно, все. Помрачение ума, то есть бегает от Бога и прячется за деревьями. Там-то его Бог точно не найдет. За деревьями это самое надежное, да? Вот. Дальше, болезнь как бы сердца, ну, то есть вот это чувство, которое вводит сначала в эйфорию, а потом заставляет его, ну, то есть переживать вообще благодать Божию, то есть оно становится как бы жестоким. Вот. Ну и воля это уже отречение, то есть я не виноват. То есть, вот. Поэтому мы смотрим на Нагорной проповеди, предлагаются 3 средства для преодоления этих всех вещей. Первое – разум. Чем исцеляется разум? Когда Христос говорит о молитве, когда молитесь и так далее, там, да, войди в плеть твою и так далее. Собственно, для того, чтобы ум был собранный, он должен быть внимательно сосредоточен. То есть один из принципов, то есть сосредоточенность, чтобы в ней не было рассеянности. То есть человек молящийся должен постоянно
бороться с рассеянностью, с этим самым состоянием, когда ум разбегается. Сердце исцеляется милостью, милостыней. Здесь очень, наверное, важный момент, чем благотворительность отличается от милостыни. Чем? Есть у вас какие-нибудь соображения? Угу. Так, хорошо. Еще есть какие-то версии? Чем еще может отличаться? Ну, то есть, когда мы говорим о благотворительности, там, я просто помню, знаете, смотрел как-то документальный фильм про волонтеров, которые в лесу людей ищут. И там есть группа очень-очень сильно богатых мужиков, у которых личный вертолет. То есть они летают над лесами, там бабушек, дедушек, заблудившихся ищут. И вот берет репортер интервью у мужика главного. Он говорит, слушайте, а что, вот, богатым мужикам реально нечем что ли заняться? Зачем они вообще этим занимаются? Он говорит, по большей части они этим занимаются, потому что у них дома проблемы, они домой не хотят идти. Да, ну то есть жена, дети, собственно, вот дома атмосфера такая, что я не хочу вот просто видеть их, поэтому я пойду, буду бабушек искать, дедушек искать, я буду заниматься чем угодно, только не этим. Да, ну то есть вот вопрос, собственно, вот делает ли человек это лучше, возвышает ли это его, если твой мотив может быть вот таковым. Да, ну то есть, или как, например, там читал об одном миллионере, у него прям была идея фикс попасть на обложку журнала такого. Ему говорят, надо вот куда-то занести деньги, да, и тогда у нас будет повод тебя, да, и он заносит. Человек, который принимает, для него по барабану, собственно говоря, почему мне это дали, да. Но Бог, который смотрит на сердце, для него мотив это самое важное. Почему ты это делаешь? Вот. Поэтому милостыня, милосердие – это как раз история про некую наполненность сердца. Если иной другой мотив, ну, то есть он всегда как бы мимо. В чем, собственно, в Евангелии много обличений. Ну и воля человека исцеляется через пост. То есть, когда поститесь там и так далее, не будьте как лицемеры. То есть, опять дается, что тебе нужно научиться управлять своей свободой. Изначально в раю человеку дана суперспособность, которую не имеет никто. Это свобода воли. Но это суперспособность, которой управлять не так просто. Вот как там какой-нибудь Человек-паук только становится Человеком-пауком, да, он же там стреляет, и у него сначала не очень получается. Вот. И человеку дается тоже свобода, ты должен научиться ей пользоваться. Чтобы научиться пользоваться, вот тебе древо познания добра и зла, вот это все принадлежит мне, точнее, все принадлежит тебе, а древо познания добра и зла – это мое. То есть научись говорить «нет» самому себе. Вот ты видишь это дерево, да, а ты вот хочешь «мое», ну то есть весь мир пожрать хочешь, да, ты выставь себе границу. Умеешь ли ты говорить «нет» своим желаниям и так далее. Вот. И, собственно, пост он про это. Он в первую очередь про то, чтобы научиться пользоваться свободой воли. Иначе, если ты никогда себе ни в чем не отказываешь, то как бы проблема. И, конечно же, Дороти. Собственно, вот история, что Дороти, она из другого мира. Ну, то есть, плюс Дорофея, имя, которое переводится как дар Божий, собственно, благодать, другое имя благодати. Она единственная, кто их собирает вместе. Они же все отдельно. Страшилу там вот клюют вороны, дровосек там завис. Вот, лев где-то там на паранойи бегает, ну, то есть, и все, они вот все как бы отдельно. И она единственная, кто их собирает. И, собственно, единственное, что может собрать человека, все как бы исцелить, это вот история про благодать. Только благодать. То есть она возвращается, в раю она была, человек был цельный, и теперь она вот как бы пришла, собственно, Христос ее приносит для того, чтобы человека исцелить. Да? Ну, вот как бы из Луки, когда Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибших. То есть вот и смысл следующий. Так, ну, эссе Хома, я думаю, всем знакомо, уже и вид картин, когда Пилат выводит креста, говорит, собственно, сказано специально для Диогена. Диоген искал, Понтий Пилат, ему, собственно, и выводит оригинал. То есть, с нашей православной точки зрения, то есть Бог становится человеком, чтобы показать вот этот оригинал человека. Кем человек был задуман, каким он должен быть, как он должен был как раз себя реализовать, да, и что у него не получилось. И, наверное, самое важное, что мир не принимает, то есть человек все время хочет убить Бога. Это его цель основная. Потому что убить в себе Бога, ну, то есть это как бы мысль, которая нужна для того, чтобы
воплотить полноту власти. То есть я хочу властвовать, и Бог мне мешает. Поэтому сегодня для человека, например, понятие суд Божий, да такого не может быть. Меня никто не имеет права судить. Ну, то есть эта свобода должна быть настолько абсолютной, что я не могу быть никому подсуден. Мне в этом смысле нравится «Преступление и наказание» Достоевского, вот эта его мысль, собственно, когда ты хочешь преодолеть собственную природу. У меня есть какие-то ограничения, а если я зайду за предел этот, да, ну, то есть я возвышусь, ну, то есть это сделает меня Богом, да, когда я выйду за внутренние границы. Вот. Собственно, раскольник все это проходит, и получается, в общем, ну, не очень, да. Но человек этим занимается постоянно, да, потому что заложено вот это подобие, я хочу стать Богом, но те методы, которые человек получает, ну, не очень, так сказать. Следующий, да, мы уже почти заканчиваем. Да, это вот то, что я говорил, апостол Павел напрямую говорит, собственно, наша вера есть соблазн и безумие. Иудеи требуют чудес, эллины ищут мудрости, мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для эллинов безумие. История про распятие на древе, собственно, это самое древо познания добра и зла. Ну, то есть древо, здесь идет перекличка, и есть такой образ хороший, вот руки, которые тянутся к плоду, они должны быть пригвождены, а ноги, которые идут к греху, они должны быть пригвождены. И история про терновый венец, терн, ну то есть то, что произвращает земля, сорняки, это нравственный спутник человека. Внутри у человека рождаются сорняки. И то есть Христос берет на себя этот как бы закольцованный сорняк, то есть этот бесконечный грех, и, собственно, нужно будет преодолеть вот эту самую бездну между Богом и человеком. Вот. Но то есть если человек уверовал, то ему открывается премудрость. В первую очередь божественная премудрость, божественный план и так далее. То есть входит в эту иную жизнь. Вот. Поэтому крест как бы вещь непростая. Сегодня мы знаем, что кресты вот рисуют храм без крестов. Да? Вот как бы казалось бы, вот объяснить рационально это невозможно. Ну, то есть никак. Почему вот рисуют Михайловский собор, где неважно, и крест никогда не нарисует. Вот. Ну, то есть человек неосознанно, но вот, собственно, крест как унижение, как проклятие какое-то, да, постыдное, оно вот как бы вызывает вот этот самый протест внутренний. Вот. Ну, для нас как бы это хорошо, наоборот. Чем, ну, собственно, сильнее борьба, тем как бы, ты больше понимаешь, собственно, почему борьба. Так. Ну и следующее. Так. Ну и последнее, собственно, да, апокалипсис, то, что называется откровение, это то, что в человеку сложно поверить, что все-таки в какой-то момент жизнь это то, за что придется отвечать. Ну, то есть вне зависимости от того, хочется тебе это или не хочется, или ты считаешь, что это нарушает твои права там и так далее. В общем, все эти вещи, да, ну вот как бы вброшены мы в этот мир. Да, многие говорят, я не просил моих родителей меня рожать. Вообще два учителя первого века иудейских, Гилель и Шамай, они все время спорили на разные богословские темы, у них все время было противоположное мнение, но только в одном они вместе сходились. Это что человеку лучше не родиться. Да, это единственное, что их, да, ну, что жизнь, это, собственно, ничего хорошего вообще в ней нет. Оправдания жизни нет. Да? Вот. И, собственно, все, что выбирает Бог человеку, единственное, это сострадать. Ну, то есть спасение связано напрямую с состраданием. То есть, казалось бы, помоги мне, а помощь заключается в том, что я буду вместе с тобой переживать, страдать и так далее. Как бы проходить, собственно, этот путь. Так, ну, все, следует, там есть что-нибудь еще, нету? Все, да, я уже так, чтобы не утомлять. Да, интересно, что Священное Писание как раз, да, ну это библиотека книг, 77 книг православных изданий, собственно, начинается от начала творения мира и заканчивается концом мира. То есть, по сути, вот вся жизнь уже расписана, собственно, да, и ничего как бы особо не изменится и так далее. Вот, ну, наверное, все. Давайте первым делом поблагодарим. Да. Ну что ж, я пока оставлю этот позитивный слайд для нашего Кстати, общения. вот интересно, как раз привел цитату из Евангелия, да, что верующий в меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит. То есть почему праведник не приходит на суд?
Потому что встреча для него с Богом не является судом. Это знаете как, мама уходит, допустим, куда-нибудь на работу, а у тебя каникулы, и она тебе говорит: слушай, наведи порядок, пропылесось, вымой посуду, в общем, дает назначение. Если я все сделал, я буду маму ждать с радостью, потому что она увидит: все, красавчик, молодец. Но если я целый день где-то шлялся и вообще ничего не сделал, я маму очень сильно не жду, потому что она придет, я ее увижу, то есть увидит, что я ничего не сделал, и это будет суд. Вот. Ну, то есть, это... Если мама добрая и сама все поможет. Да. Ну вот, поэтому тема, да, суда и не суда, она зависит от самого человека. Вот. Спасибо. Вот у меня лично большое количество вопросов, и связанных и с общей историей, и философских, тем более, что мы по истории философии знаем, что много вопросов, которые мы сегодня часто сталкиваемся, как чисто философские, появились в свое время в контексте теологических споров. Но прежде чем сразу туда уйти, я коллеге предложу, может быть, у кого-то есть вопросы до того, как философский воспоминания. Пока у нас работают микрофоны, давайте также и попробуем. Да, можно начну с такого. Я, насколько знаю, человек — единственное творение, после которого Бог не сказал: это хорошо. Какие есть трактовки на этот счет? Да, это, кстати, вот хорошо, что вы эту деталь обратили внимание. На самом деле, для того, чтобы было хорошо, человек должен включиться в это. То есть один из принципов — синергия. То есть тебе дается свободная воля, и мы будем работать вместе. Мы будем вместе делать это хорошо. И поэтому это, собственно, открытый проект человек, и дальше ты уже выбираешь, хорошо или нет. Все остальное, оно закрыто. Любое животное, любое, в общем, все что угодно. Можно сразу спросить? Да, я только рад буду. Просто, если я правильно помню, все-таки творение человека дважды упоминается, собственно, как у вас в первой главе, и во второй, в первой-то главе 6 день тоже заканчивается это хорошо. Так что все-таки хорошо вроде бы. Нет, там, в общем, подводится итог. Это во второй главе уже там с яблоком все эти дела. Там немножко другая тема. Первая глава заканчивается хорошо весьма. Увидел, что Бог все, что Он сотворил, хорошо весьма. Но конкретно после творения человека действительно не говорится хорошо. То есть, когда творится свет и увидел Бог, что это хорошо, свет хорош и так далее. То есть, обо всем сказано, а именно после творения человека не сказано. Увидел, что Бог, что это хорошо. Это действительно так. В целом, о творении весьма хорошо, да? Ну ладно, я не буду, я так что нормально не помню. Но все равно спрошу, раз уж тема зашла, поскольку вопрос и вами касался, и в первой, и во второй, там цитаты как раз были из первой и второй книги «Бытия», где эти истории, несколько разные, да? В первой главе «Бытия» люди сразу созданы, уже после животных, в 6-й день, а во второй главе там очередность меняется, и как бы Ева уже в конце, и не сразу, а уже из ребра. В основном это знает как библейский основной. Но в первой-то главе вроде бы немножко по-другому. Как традиция? Один из принципов — это вот как, когда вы приходите на съемки, снять репортаж, да, сначала вы снимаете общий план, условно, университет, да, а дальше вы внутри уже начинаете там брать интервью, например, у кого-то. Вот здесь принцип такой же. Сначала общий план. Мы сначала вот какие-то категории, например, берем. Потому что если бы у нас не было первой главы о сотворении мужчины и женщины по образу Божию сотворил их, да, то есть, возможно, была бы только вторая, тогда бы вопрос человечности женщины, он бы стоял. А нам сразу говорят: смотрите, мужчина, женщина, человек, оба по образу и подобию Божию, все, снимается как бы вопрос. И дальше у нас начинается уже история более подробная, какие-то нам раскрываются детали. Поэтому две истории, они как раз друг друга дополняют, и чтобы их вместе совместить, на это уже занимаются как бы толкователи. Так что это как бы нормальная история, не противоречит. Вот. Ну и когда вы еще говорили, что стихии там не касаются, но во второй части человек там из пыли, там, да, из глины, как бы. Да. Ну, вот это... Только Ева из костей. Да. Адам-то из пыли сделан. Эта история была, есть такой преподобный Ефрем Сирин, как раз с этим связано. Он молился о том, чтобы, говорит, у себя в пустыне, говорит: Господи, я хочу встретить человека, с которым бы я мог поговорить о Священном Писании, да, про толкование. И, говорит, сейчас пойду в город, вот пошли мне такого человека. Он идет в город, и у него, конечно, когда он молится, возникает какой-то святой старец, который опытный, мудрый и так далее. И он идет, и навстречу проститутка ему идет. И она прям на него так вот прям смотрит нагло. И он идет, он говорит: женщина, опусти свои глаза в землю. Она говорит:
это ты должен опустить глаза в землю, потому что ты взят от земли, а я взята от мужа, поэтому смотрю на тебя. На ребро. Да, и он, значит, помолился, он говорит, благодарю тебя, Господи, ну, то есть не ожидал, что проститутку пошлешь поговорить о священном писании. Да, ну, то есть вот такие как бы истории парадоксальные. Кстати, ребро, чтобы было понятно, перекличка, да, женщина создается из ребра, и когда Христу пронзают копьем сотник, да, ну, то есть излилась кровь и вода. Собственно, Христос везде как бы в метафорах жених, церковь невеста. И кровь и вода – это как раз то, на чем стоит церковь, на двух таинствах. Это таинство Евхаристии и таинство крещения. Да? Поэтому здесь вот история рассказана так, что в ней одновременно есть то пророчество, что как бы будет. Вот. Я перебил? Нет. Да, у меня, собственно, второй вопрос тоже такой не глубокий философский, а когда просто вот про этот вопрос мне интересно немножко еще логику раскрыть про бессмертие или смертность в аду. Ой, в аду, говорю. В раю. В раю. Ну, что-то я попутал низ и вверх. Почему, если одна из характеристик Бога, например, человеку дана свободная воля какая-нибудь, почему ему бы не быть бессмертным еще? Почему эта характеристика Бога ему не может быть дана? Кстати, вот интересный вопрос, что часто, когда говорят о свободе воли, я помню, там был один подкаст о свободе воли, и там размышляют, да, человек говорит, свобода воли, да, у тебя есть возможность выбрать добро и зло. Ему как бы в комментариях пишут, если я выбираю добро и зло, это уже не свобода. Ну, то есть, когда у тебя какой-то ограниченный выбор, свободы никакой нет. То есть, человек хочет свободу абсолютную, причем она мыслится так, бесконечный выбор. Свобода – это бесконечный выбор. Но как раз с точки зрения как бы духовной, свобода – это внутреннее состояние Бога. И то есть, когда человек приобретает эту свободу, то есть воля – это про то, чтобы выбрать. А свобода – это состояние Бога. Вот мысль такая. Поэтому, когда Бог творит человека, естественно, Он не творит его равным самому себе во всем. То есть микротеос, ты имеешь те характеристики, которые есть, но я тебя возвысил настолько, что я усаживаю тебя, ну, то есть внутрь себя. Ну, то есть вот это почтение человека, на самом деле, мне кажется, что учение более высшее о человеке, чем вот христианское, его просто нет. Ну, то есть там дальше ты все равно будешь либо пылью, либо прахом, либо что там, слизью, еще что-то, биомасса и протоплазма, вот это все. Ну, больше-то, как бы, больше ты не поднимешься. Вот. Да, поэтому, мне кажется, это как бы, ну, то есть логично. В этом смысле тебе и так простой глине как бы дается столько, что ты уже не простая глина. Да, понятно, что, а можно как, ну, что-то мне мало, можно я как буду вот прям как ты, ну, то есть создай меня как себя. Да, ну, то есть можно выставить эту претензию, но я не знаю, мне кажется, если человек не умеет благодарить даже за то, что есть, да, а бесконечно как бы вот недоволен, как избалованный ребенок, то, собственно, вообще ничего не получает. Да, как ребенку много хочешь, мало хочешь. Да, все понятно, спасибо. Спасибо за интересную лекцию. Необычно было послушать в нашем маленьком храме. Наверное, немного еретически прозвучу, но все же вот у меня есть два вопроса. Первый, когда мы говорим, получается, об некой теософии, божественной антропологии, мы все равно приходим в некое понимание Бога, когда мы описываем микротеос, мы так или иначе затрагиваем этот макротеос. И нет ли в этом чего-то, наоборот, как раз еретического, что мы описываем Бога через человека? Или мы описываем человека, мы описываем добро и зло только потому, что Бог там у нас в Ветхом или Новом Завете вмешивался и говорил, что есть добро, а что есть зло? Тем самым не упрощаем ли мы Бога только до его появлений? И тем самым не описываем мы Бога через человека. Не человек ли у нас первичен Богу в этом плане? Да, кстати, действительно, когда мы через себя описываем Бога, ну, то есть это имеет основание только потому, что человек образ Божий. Все. Ну, то есть мы узнаем нечто о самих себе, по сути, тому, что, ну, Священное Писание появляется, то есть это перспектива Бога, то, что Бог хочет о себе рассказать. Потому что если человек только будет своим разумом задумывать Бога, там всегда будет как бы ложка дегтя в бочке меда. То есть ты всегда какие-то крупицы ты затронешь, да, вот как
для святых отцов, они все, по сути, образованы были, вся культура, образование, античная философия, да, то есть они какие-то вещи брали, то есть вот это мы берем, это вот правильно, это точно Логос через него говорил, а вот это что-то как бы какое-то искажение, как очки. И, кстати, вот второй вопрос, который вот слышится в вашем, да, история про мораль, то есть может ли мораль существовать без Бога? Это вопрос, который постоянно качает. Мне очень понравилась полемика Дробышевского с Панчиным. Я думаю, все знают, да, научные популяризаторы, такие прям махровые атеисты, воинствующие буквально материалисты, один антрополог, биолог, и они спорили о гомосексуализме. Причем самое интересное, это даже не тема спора, а то, как они пытались найти аргументы своих позиций. Это было очень интересно. Никто из них не привел никаких научных статей. То есть они сразу отмели, то есть, да, никакая наука об этом не говорит. А по сути они спорили, норма это или не норма. И Панчин говорит, это является нормой, потому что мы знаем там животные, дальше он перечисляет, у которых гомосексуальное поведение является нормой. Если для них норма, значит для нас норма. Дробышевский ему говорит, эволюция идет по разнообразию, в общем, плодитесь, размножайтесь, вот это как бы тема, да? Гомосексуализм это тупик, значит он противоречит эволюции, как закону, значит это не норма. То есть мне понравилась эта полемика с тем, что они пытаются моральные нормы находить вот в природе. Да? Где их брать? Откуда черпать? Да? То есть один говорит, вот пытается рационализировать, да, вот я вот сюда буду смотреть, все, а другой говорит, а я сюда, и так далее. И получается вот история, да, то есть мораль, она, то есть может ли человек до конца ее как бы знать, понимать и так далее, и сам ее создавать. Вот Ницше, по-моему, да, вот у него идея мораль. Человек должен создать сам мораль, должен сам создать закон, да. То есть это когда как раз, наверное, выход за внутренние свои пределы. То есть человек должен знать внутренние свои границы, собственно, есть слово смирение, где я понимаю свою меру. Вот это точно здесь моя граница заканчивается, начинается Бог. Если я начинаю переступать эту границу, да, когда я диктую сам мораль, вот история с Раскольниковым, она же про это тоже. Да, то есть, когда он рассуждает, если вот этой бабки не будет, наверное, мир будет лучше и так далее. Собственно, а дальше уже включаются внутренние механизмы, которые от тебя вообще никак не зависят. То есть ты можешь целую диссертацию написать о том, чтобы эту бабку убить будет хорошо, да, твоей внутренней совести вообще глубоко наплевать, что ты там как бы думаешь. А у нее свои законы и все. А если ты их не знаешь, это как бы проблема. Спасибо. Еще вот такой второй вопрос. Не знаю, насколько это правильно я помню, но вроде бы есть точка зрения, что Бог всемилостив, поэтому на страшном суду, несмотря на то, насколько ты будешь грешник, все равно спасутся все, потому что Бог всемилостив. А в таком случае, насколько вообще резонно бояться апокалипсиса? Нет, кстати, эта тема, она действительно поднимается вновь и вновь, да, и я как-то даже полемизировал, у нас есть как бы одна там проповедница, так сказать, и книги про это пишет, и прочее, то, что называется апокатастасис. Да, все будет круто, все спасутся, собственно, вот. А смысл такой даже по Максиму Исповеднику, то есть Бог будет все во всем, то есть Бог соединится, да, с каждым человеком. Но суть суда в том, узнает ли Бог в тебе себя, отразишься ли ты у него. И мы знаем, просто элементарно по опыту, да, если вас, например, кстати, вот сартеровская, да, не за дверями, как его называлось, где ад это другие, за закрытыми дверями, по-моему. Вот эта история, что на самом деле ад это не там какие-то мучения, сковородки, и тебя просто закрывают с людьми, которыми ты ненавидишь навечно. И смысл, что твоя ненависть не исцеляется, и ты живешь этой самой ненавистью. И все. Да? И, собственно, ад, может быть, как раз рассматривается именно как милость, то есть ты настолько сильно ненавидишь Бога, что Бог тебе дает возможность жить без Него. Вот. И ты, собственно, живи, то есть ты живешь с теми, с кем тебе хорошо, с кем тебе приятно. Поэтому история, у кого Вольтер говорил, мне лучше в ад, потому что там, значит, компания лучше и так далее. Да, типа это. И поэтому тебе дается такая возможность. Вот. Спасибо. Да. Спасибо большое еще раз за лекцию.
я немножко опоздал, может быть, немного эта тема уже была затронута. Может, больше к формату, когда я смотрел отсылки к фильмам, к популярной культуре. Мне вспомнился лектор такой англоязычный, Джордан Питерсон, возможно, вы знакомы с ним. Вот, и его популярность, она пришлась где-то с 15 по 19 год, у него потом личностный кризис случился, сейчас он в гуру в какого-то превратился, не очень такой симпатичный, ну, лично для меня. Вот, и вопрос-то в чем, ну, вот насколько вы с его интерпретацией Священного Писания и соотнесением с сюжетами популярной культуры знакомы, во-первых, и согласны ли? И во-вторых, есть ли в России вот запрос, потому что, опять же, это 15-19 год, это когда подъем левой волны случился на Западе, там одновременно и правая такая волна поднялась как раз противоположно. Есть ли в России такой запрос? Такой? Ну, кстати, я смотрел американского как раз священника, и он рассказывает, что у них прям вот люди массово начали идти в православную церковь, причем переходить там из баптизма и из веры именно после ковида. После ковида у них прям такой был взрыв, что у них сейчас готовится к крещению, везде там какое-то неимоверное количество людей. Вот. Джордана Питерсона, ну, я у него, кстати, прочитал «12 правил жизни», мне стало интересно, да, но он как бы остается, как вот один человек сказал, что он уже настолько, как бы, казалось бы, пришел к вере, да, что он же даже пиджак, видели у него пиджак, он носит такой с иконами, с православными иконами, он сделал себе пиджак, у него весь в иконах, и он выступает вот в этом самом пиджаке. И он, конечно, напрямую говорит, что православие меня больше как бы туда тянет, но для него, здесь же видите, как бы такая история. Если я говорю о Христе как просто об идеальном человеке, а он, собственно, это все время как бы говорит, да, ну, то есть это просто пример для подражания, ну, это такая как бы история больше протестантская, да, ну, то есть вот эта глубина, что мне нужно соединиться, главное вообще понятие, это соединение со Христом, да, и здесь нужно как бы сделать вот некоторый шаг, да, и как бы вот он его не делает, хотя он с точки зрения проповеди, он, конечно, делает много. Я, кстати, как раз Степан Леонидович скидывал, он собирал разных конфессиональные, как сказать, представители разных конфессий, там православные, католики, такие вот ведущие, и с ними чтение священного писания, обсуждение. То есть он для проповеди много-много всякое делает, но, собственно, пока вот он как-то вот не решается зайти. Ну, вот. А запроса у нас такого нет, потому что у них все-таки маятник действительно туда качнулся, эта история со всеми этими гендерами и тому подобное. У людей многих как бы пошло отвращение, и они пошли в противоположную сторону. У них просто это как бы история, она очень-очень острая. У нас как бы, как обычно, все это. Все ровно. Ну, на 20 сколько? На 20% по статистике там пришли, что называется, зумеры в храм. Ну, то есть активно воцерковляются, да, и целые документальные фильмы начали снимать зумеры в церкви, потому что их действительно много стало, ну, по крайней мере, вот в каких-то центральных. Вот, когда Пиноккио упоминали, это один из самых, ну, самых часто упоминаемых сюжетов по Питерсону, потому что там есть сюжет, эпизод, вернее, с чреве Христа, да, как он чисто библейский. Мне вообще вот жаль, Буратино, вот это антихрист. Это настоящий антихрист. Он не мечтает стать человеком. Во-первых, да, он все время хамит своим родителям, ну то есть он прям противоположно, наверное, Пиноккио. Алексей Толстой, когда писал Буратино, ему как раз Пиноккио и не нравился, что он какой-то моралистичный у него слишком, да, поэтому ему нужно было создать, по сути, бунтаря. То есть Буратино, ну, вот бунтарь. По сути, зачем он там этот театр у Карабаса собрал? Да, для того, чтобы самому стать Карабасом. Вот, так что это такой искусственный интеллект, Буратино. Да, деревянный, даже человеком стать не хочет. Да, раньше роботы и куклы хотели стать человеком, сейчас скорее все про то, что они хотят убить человека. Да, ну, снимаются все эти терминаторы и прочее. Вот. У вас тут слайд был очень интересный, да, там вот 4 сказочных персонажа, там Страшила, как бы сказать, вот они там, Страшила, Дровосек и Лев, да, вот. И каждому что-то надо было, значит, там Страшила, там вроде мозги были. Да, мозги, сердце и... Да, мозги, и вы, может, приводите, как бы, а тут от того что-то порождает какие-то психические расстройства. Ну, доведенное до то предела фобии, патологии. биополярочка и шизофрения. Да. Вопрос такой простенький.
Получается ли так, что жизнь это борьба с какими-то со своими психическими расстройствами? Ну, исходя из этого подхода. Да. Потому что что-то у тебя не хватает, это отклонение, это не норма, с этим надо что-то делать. Кстати, история про норму. Да? Ну, то есть у нас же все упирается, да? Человек мера всех вещей, собственно, а какой человек? Да? Ну, то есть вопрос, говорит, покажите человек, вот, чтобы мы сказали, вот этот человек есть норма. Я помню, я поступил когда-то в Москве, в РГСУ, специальный университет, Российский государственный, на предмет специальная психология. Это работа с детьми, даунами, аутиками и так далее. И первая глава, которую я открыл, помню, учебника, она называлась «Нормальный человек». И дальше попытка найти, что такое нормальный человек. Берутся какие-то критерии, и, в общем, по ним выводилось, что каждый один из 1024. Вот. В общем, вот так. С православной точки зрения все больны. Все. Кто больше, кто меньше, да, ну, то есть, кому как повезло, не повезло и так далее. Вот. Ну, то есть, в исцелении нуждаются все. Как только человек говорит, я, как бы не нуждаюсь, окей, выбор есть выбор. Поэтому, да, собственно, грех что делает? Он, собственно, разламывает, еще больше вбивает в клин. То есть, если человек направлен в три стороны, то есть возлюби Бога, возлюби ближнего, возлюби как самого себя. То есть грех, он всегда действует в три стороны. Это всегда ненависть к самому себе, ненависть к ближнему, ненависть к Богу. Ну, то есть вот всегда на эти три вещи влияет. И, соответственно, добродетель, она всегда также человека в эти три стороны возвышает. Так что, да, и просто я, знаете, вот в монастыре в Женском живу, у нас очень много там монахинь, которые прямо на учете в психиатрической больнице состоят. Ну, то есть сегодня, это, знаете, вот у нас ездят сейчас монахи в Египет, там зародилось монашество, да, то есть там Антоний Великий, Пахомий Великий, все оттуда наше православное монашество. Они ездят туда, и там копты. А у коптов, у них там, они же там живут среди мусульманского населения, у них там и террор против них, в общем, они там такие, прям они очень, очень-очень сильно верующие. И в монастырь у них в монастырь конкурс. Это конкурс 1 из 100 берут. Ну, то есть люди хотят монастырь, и причем там запрос, да. Да. Отделение Нет, Синайский монастырь Екатерины, это там вообще, по-моему, своя архиепископия. Вот. И то есть, а у нас вообще монашество, когда еще в Киевской Руси зародилось, оно у нас сразу какое-то стало социально направленное. То есть связка там князь, с Феодосием, Киево-Печерским. То есть у нас как-то сразу обращенность стала к людям, как-то другая, что ли, культура, другая специфика совсем, потому что на Востоке все монастыри это в первую очередь очень сильно обособленные заведения, все вне города. А у нас как-то мы сразу все в город и все. Вот. И поэтому я просто вижу, в монастыре живет, приходит прям, допустим, женщина, да, там прям вообще паранойя, бред, то есть там прям совсем все плохо, да. Раз тихонечко живет, распорядок дня, молитва, какая-то работа, да, атмосфера, где, собственно, если поссорились, то сразу же идет там прощение и прочее. И видно, человек просто начинает исцеляться, даже с тяжелыми прям диагнозами, с какими-то, которыми приходит такой весь вообще, да, а раз потихоньку все причащается, исповедуется. И самое главное, что есть эта возможность некоторой трансценденции, который описал еще Франкл, да, что человек может смотреть, может возвыситься над своей болезнью и посмотреть со стороны на себя. То есть я могу изнутри болезни посмотреть, да, условно паранойя, да, там они за мной охотятся, эти за мной следят и так далее, да. Но если человек научается в первую очередь в молитве, он может посмотреть на свою болезнь со стороны и уже ее воспринять и как крест, найти в этом какой-то смысл и даже покой и радость, не убирая болезнь. Вот. У человека есть эта возможность трансцендироваться в отношении самого себя. Вот. Тоже много вопросов. Я, наверное, не знаю, успеем или не успеем, но несколько задам. Сразу на час А это не от меня зависит. От нас всех, от нашего общения. Я постараюсь кратко, по возможности, если... Идет часто такая тема, обсуждается, свобода воли у Адама до грехопадения. Считаете то, что оно существует, прямо оно есть, да? И
здесь именно вот этот аргумент идет, и то, что вот потом делается выбор, и делается выбор, ну, который нас к этому приводит. Если есть заповедь, один из принципов, если есть заповедь, не ешь. Это означает, что у человека уже есть возможность эту заповедь нарушить. Ну, то есть с помощью своей воли. Ну, то есть лучшее доказательство воли – это, собственно, заповеди, которые даются. Это в некотором роде как заповедь поста, да, идет. То, что не ешь, это вот может быть на время, может быть не на время. Ну, как бы... Первый, собственно, для чего должно дерево? Должно быть. У святых отцов сразу говорят, рай – это не место, вот как в рекламе Баунти, наслаждение. Рай – это прежде всего школа. Это школа, в которой человек учится. И, собственно, дальше он школу бросил. Вот, не доучился. И, собственно, и поэтому до свидания, уходи из школы. И теперь школу эту возвращают. То есть Бог все, что хочет. Бог, чтобы человек с помощью любви, с помощью этих отношений все, рос. Человек говорит, а я пойду другим путем. Вы знаете, как можно устроиться на работу, но если придет друг и скажет, слушай, можно на самом деле быстро поднять денег, сейчас мы пойдем сыграем. Вот. И все, собственно, вот Адам выбирает вот этот путь. Заповедь поста не пошел, да? А вот еще по поводу ангелов, вот когда мы их осматриваем, у них есть воля, нет воли, и, как я понимаю, есть там апокрифы, когда ведь человек дает имя, это как некоторая работа, да, рассматривается. Познавательное, да. Он это дает как то, кстати, как царь, как пророк или как священник. Царь дает имя, царь да? дает. Кто дает имя, тот имеет власть. Например, родителей родился ребенок, кто дает имя ребенку? Родители. И тем самым они показывают, мы над тобой власть. И как бы, а вообще это образ науки. Ну, то есть для того, чтобы дать имя животному, мне нужно его исследовать, мне нужно его как бы, да, увидеть в нем какие-то черты и дать ему уже имя, которое ему соответствует. Ну, то есть это познавательная деятельность. А вот то, что ангелы, они как свобода воли? Они твари или не твари? Или твари? Нет, да все твари. Понятно, Все твари. Но ангелы, вообще ангелология это такая как бы сложная вещь, да, но по сути, поскольку есть падшие ангелы, бесы, это уже показывает некоторую волю. То есть принял волю, да, ушел и так далее, и теперь стал всем как бы вредить. Ну, то есть это волевой акт. Значит, не первое создание с волей, можно так, да, высказать? Нет, вообще все проблемы начались там, они сюда перекинулись, не как бы не мы начали, там все. Да, на нас просто это все аукнулось, да, как ядерный удар, который вот своими кольцами немножко туда как бы дальше зашел. Вот, ну, давайте, да, чтобы не так разбегать, такой следующий вопрос. Вот у нас есть и Соловьев, и Булгаков по поводу вневременного, нет исторического, да, падения. Но насколько сейчас это считается грехопадение? Насколько она идет мейнстримно, или это что-то уже близко к гностикам, и сейчас среди... То есть вопрос времени, что есть время? Ну, да? Вообще в целом такая постановка, то, что это вне времени происходило грехопадение, а сейчас мы имеем, ну, как бы вот все то, что связано с эволюцией, скажем так, вот этот вопрос. Нет, смотрите, время, собственно, появляется вместе, ну, то есть две характеристики, время и пространство, да, то есть это две характеристики, поправьте физики, они друг от друга неотделимы, правильно или нет? Время и пространство. Или отделимы друг от друга? Главное, спокойно. Да. Да, ну то есть, собственно, это появляется сразу все. Вопрос физика времени. Какова физика времени? То есть можно ли сказать, что время в начале было такое же, которое и сейчас? Ну то есть можно ли сказать, что эти характеристики, то есть они друг от друга отличаются? То есть время, если мы смотрим как бы райское состояние, да, то есть с этой точки зрения в ней все целостно. В ней время и пространство, все как бы пересекается, все целостно. А потом оно, собственно, ну, происходит распад, там, и все, и как бы начинается проблема. Но вопрос этот, ну, то есть вообще вот эти все детали, они, ну, так сказать, кто-то высказывает мнение, но к ним вот так вот прям не ныряет. Кто хочет нырнуть там в полемику, тот ныряет, кто не хочет, ну, то есть... Типа... Ну, как ты понимал, здесь даже немного другие были измышления, потому что вот нам же известна эволюция, которую мы предполагаем, научная эволюция, то что вот происхождение вида, то что вот идет такое развитие там от археи до многоклеточной вырастает, появляются разные виды, появляются приматы, человек. И то, что эта эволюция не оспаривается, а добавляется то, что вот то, что мы читаем в Библии, это
происходило вне времени и пространства, а вот сейчас мы это получаем. И вот именно вот эта мысль, она Ну, попытка каноническая, история про совместить, не совместить, на самом деле, вот эта вся история западная. Это у них там проблемы, баптисты и не баптисты с католиками спорят. Многие их споры для нас вообще настолько чужды, мы как бы смотрим, это дичь просто. Вот, даже начиная со средневековья, там, вопросы там, добрые дела, благодать и прочее, мы этих споров, ну, то есть просто все у нас как бы гармонично разрешается. Да, они там, ну, в общем, война ни за чего. Кстати, про эволюцию я нашел высказывание Шестого, ну, такой, во власть ключей у него есть, да, значит, Шестов, Лев пишет. В Библии рассказывается о грехопадении нашего праотца, первого человека Адама. Вы полагаете, что это выдумка необразованных евреев, и что выдумка очень образованного англичанина ближе к истине, что человек произошел от обезьяны, и Дарвин прав, и евреи правы. Часть людей действительно произошла от согрешившего Адама, чувствует в своей крови грех своего предка, мучится и стремится к утраченному раю, а другие в самом деле произошли от несогрешившей обезьяны. Их совесть спокойна, они ничем не терзаются и не мечтают о несбыточном. Согласится ли наука на такой компромисс в Библии? Да. Да. Ну, то есть, действительно, может быть такой как бы выбор, да, то есть грехопадение, оно уже подразумевает, что был вот такой человек, есть смысл, есть задачи и прочее. Эволюция, может ли объяснить она тоску вот эту, да, внутреннюю, по трансцендентному, про то, что человеку мало века и так далее, да, ну, то есть, может ли она объяснить, почему человек относится к смерти вот так вот? Почему мы не бунтуем, например, против своих естественных надобностей, попить, поспать и так далее? У нас нет бунта, а против смерти есть бунт. А если человек изначально был всегда умирал и был мертв, почему он бунтует против смерти? Почему не хочет умирать? Да, как кошка бы пошел, все. Вот. Да, и когда, то есть эволюция в этом смысле не объясняет вот этих всех вещей, которые есть у человека, которые отличают от животных. Так что вот, ну, такие как бы аргументы, понятно, что здесь рационально вряд ли можно объяснить по каким-то своим ощущениям. Вот. Ну ладно, тогда теперь ближе к нам, к нашей стране. Да. Вот вы начали, да, рассуждать, что есть отличия. У нас еще известно, то, что, может быть, это неправда, но вроде есть такая информация, то, что самое большое количество юродивых именно как... черта русская, да, специфическая. Да, как вот это вы оценили, то, что у нас именно через... не просто юродивых в смысле как ругательное слово, а именно юродивых как... Почему этот лексикон, ну, то есть чин святости чин, особенно да. У нас был. Да, да, это какое-то именно наше, мне кажется, наш путь какой-то через такое обличение. Есть, кстати, про юродивых, есть прям замечательная книга Жан-Клод Ларше, это православный патролог, богослов французский, ныне живущий, у него есть книга «Исцеление психических болезней», где он о юродстве очень размышляет, о психических как бы болезнях и о юродстве. Он показывает в первую очередь, что юродство это всегда, ну то есть изучает все жития святых, которые были, византийских и наших, это всегда притворство, один из принципов. То есть когда юродивым называют просто психически больного человека, ну, то есть это вообще не так. То есть это всегда юродивый, который борется против гордости, в первую очередь. Ругаться миру, выражение. Мне нужно все время говорить, зачем вы вообще живете, не прилепляйтесь там вот к этому, слава, богатство и так далее, да. Ну то есть это такой вызов, это такая провокация, ну то есть там очень-очень много любви. То есть, и эта любовь, она, собственно, через как бы проповедь выходит. Есть записки англичанина, во времена Ивана Грозного у нас этих юродивых там ходило какое-то огромное количество, и понятно, что был настоящий юродивый, и вдруг его почитали все, да, и такие, о, тема, и все, ходили голые, зимой с крестами там, да, ну то есть притворялись, ну типа меня сейчас начнут почитать. А там палкой несколько раз дали, и все, как бы юродство закончилось. Да, ну то есть недолго это все. Вот. Поэтому юродивых мало, было много на Руси, но настоящих, именно тех, вот святцы запечатлели. Вот. Но это наша специфика, это вот действительно, как бы у нас, Запад вообще не знает юродства, у них вообще этот подвиг. Я тут недавно читал немножко житие Франциска Ассизского, ну прям это же вообще духовная прелесть, прям вообще махровая просто. Ну то есть у нас бы такая святость, тебе как бы лечиться надо, брат, ну то есть у нас бы это точно не прошло. У них многие западные святые, для нас это ну прям вообще прельщенные просто. Ну то есть какая там святость, откуда? Это просто экзальтация, это вот чувственность, вот то, что у Евы как бы было, но точно не духовность. Вот. Я вам сейчас передам. Нет, я могу продолжить, пока передаю, да.
состояние ада и рая. Вот сейчас ад же разрушен, а рая еще не существует. Получается, сейчас как бы как такового нет. Да, еще раз. Ну, ад был разрушен после пришествия. Ну вот да? эта история, кого вывел, да. Кого вывел Христос? Рай не существует, да. И вот эти вопросы, сейчас как бы у нас такое некоторое безвремени, и это Ну, тоже, типа, да. и как бы здесь тоже есть разные точки зрения, как бы это тоже просто одна из дискутивных тем, получается, да? Ну, да. Просто исследование того, что лежит за пределами, оно само по себе, ну, как бы не приносит и как бы и не пользы никакой, и скорее как бы утомляет. В том смысле, что апостол Павел, он как-то вот сказал, что не видел глаз того, не слышало ухо, ну то есть те переживания, то состояние, оно настолько разнится, да, между нашим обыденным опытом, что нет смысла об этом говорить. Ну, это как вот ребенок, который живет внутри матери, да, ну вот как бы вот для него весь мир это внутри матери, вот пуповина, да. Если ему рассказывают, там, знаешь, что снаружи, там горы, там автобусы ездят, солнце, там, да, как бы у него нет этого в опыте, он этого всего не знает, он этого потом только увидит. И, собственно, и апостол Павел говорит о том, что есть, ну, это вне нашего опыта, поэтому нет смысла об этом говорить. И, собственно, будь готов, вот, в любой момент ты умрешь. Как, и все. Так, у меня вопрос. Да, у меня зашел микрофон. Вот вы вскользь упомянули то, что конкурс монастырь. И у меня достаточно простой такой, на самом деле, вопрос. Почему вообще образуется конкурс в монастырь? Почему те люди не, кто вполне нормальные, они не все не священники? Почему есть у других, допустим, религиозных организаций есть, ну, условно говоря, там, как в заводе, ты ходишь, например, в первой категории, условно говоря, в православии есть четкое отделение, то есть есть священник, и он, как власть имущий, грозное существо, смотрит на всех остальных человеков, и все его боятся, и вроде как бы, и как сложновато, наверное, в этой вот катавасии найти Бога, особенно в себе, когда ты червяк. Нет, в смысле, у вас был, да, у вас в смысле был опыт с кем-то беседы со священником грозным или, ну, то есть... Я работал, у меня фирма по высотным работам, соответственно, я прям работал, и беседовал, и прочее работал, и вот вопрос, почему все люди не священники, что они, мне кажется, самое внутри, участвуя как раз в правой религиозной деятельности. Кстати, вот интересный момент, да, что одна из проблем это, конечно, свобода воли самого Бога. Вот есть люди, я знаю, да, точно, вот прям ищет Бога, а Бог ему не открывается. Вообще никак. Вот, ну, не открывается и все. Вот не хочу я с тобой общаться. Вот такой вот момент, да. Например, тот же Познер, который все время говорит, я открыт для Бога, да. Ну вот он не приходит, его нет, и все, да. А есть, например, случаи, когда вот человек вообще никак Бога не ищет, он бах, как бы, и все. Я вот помню историю читал, женщина еще 90-е годы, когда в этих зимой в шапках ходили, там норковых и прочее, с голов снимали, воровали. И она просто рассказывает, как она пришла к Богу. Шла, какой-то мужик хватает шапку и бегом. И, в общем, побежала она за ним, за шапкой. В храм. Она зашла в храм на службу, и все, ее как бы там накрыло, она осталась прихожанкой. И потом она все говорит, ничего себе, меня Бог поймал. Да, ну то есть вот эти вот как бы случаи курьезные, и это действительно, то есть нет никакой схемы, да, ну, допустим, понятно, все просто, есть заповеди Божьи, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят, да, ну то есть вот казалось бы, но там дальше уже начинается, готов ли человек. Это, знаете, как испытание было в монастырях еще в древних. Приходит человек, там, хочу быть монахом, да, ну вот как там в Клеопе или вот бревно, вот палка, в общем, иди и бей. И все, целый день. То есть тебе устраивали постоянно какие-то проблемы, чтобы посмотреть, собственно, а насколько ты хочешь по-настоящему. То есть ты вообще готов хоть что-то терпеть там и так далее, да, ну вот эта вся история.
Если не готов, то ну все. И та же евангельская история, то есть Христос ходит с учениками, да, одни отвалились, вторые отвалились и так далее. Вот. Поэтому те препятствия, если вы идете к Богу, препятствия будут вот как бы вот так, 1000. То есть это путь прям настолько тяжек и сложен. Я вообще был как бы сразу попал в монастыри, где было прям настолько все плохо. Какие-то скандалы там пишут, вот скандал в церкви. Я думаю, да если бы я вам рассказал, да, вы вообще, но меня как-то, не знаю, меня это никогда не смущало. Ну, то есть даже видишь какой-то ужас, кошмар, ну, как бы есть все-таки Серафим Саровский, есть как бы святые, вот они как бы здесь же. Ну, то есть, когда ты говоришь, да это как бы не важно, главное, что вот этот он плохой, поэтому я ухожу. Ну, как бы здесь же были супер крутые. Это, например, если вы, например, фанат футбола, и приезжает какой-нибудь к вам друг, и вы хотите ему показать, что такое футбол, допустим, никогда не видел, да, и вы ему, то есть, поведете его на финал там Лиги Чемпионов или покажете, как во дворе там мужики с пивными животами играют, да, ну, то есть, что нужно, чтобы показать красоту футбола? Лучшее или худшее? И, собственно, что показать человеку, да, чтобы увидеть Бога? Лучших, ну, то есть святость, вот, собственно, из этой же церкви. Вот. Да. Можно немножко вернуться к вопросу, А то в рай. к Еродивым, да? То есть уж мы так, психические отклонения немножко продолжим развивать тему. Я правильно понял, что Еродив это все-таки какой-то, как вы правильно вы сказали, это протест отношение к внешнему? Нет. Вообще фундамент это в первую очередь любовь к Богу. Все. То есть без этого фундамента все, что ты делаешь, бессмысленно. Все, что ты делаешь, будет вредить тебе. Потому что если ты не любишь Бога, все, что ты делаешь, все будет греховно в этом смысле. Особенно протест. Это мне понравилось выражение, вчера услышал, да, чем Достоевский отличается от Ницше. Достоевский пророк в благодати, Ницше пророк без благодати. Поэтому разные концы. Как бы, вот. Ну, я просто изначально понял, что, как вы сказали, что это притворство всеюродства, как вы сказали, это притворство. Это притворство. То есть это проявление как бы поведения к внешнему миру. Да. То есть, соответственно, ты как бы протестуешь про некоторых явлений. Вот я хотел в этом плане. Ну, смотрите, если протест, да, я помню, юродивы, их на самом деле в советское время было много. Архимандрит Авель был такой, рассказывал. Он говорит, я был диаконом, служу, стою на амвоне, возглашаю там миром Господу помолимся. И говорит, я так красиво, говорит, возглашаю, что я начинаю, говорит, у меня помыслы, ах, какой же я прекрасен, ах, какой же я молодец. И вдруг там толпа сзади стоит на богослужении, и у них там был местный юродивый, и этот юродивый начинает как бы кричать, ну то есть его же словами, как он прекрасно возглашает, посмотрите, какой он молодец, там, да, ну то есть народ вдруг там, что там орешь, там его выводит и прочее. А Авель знает, что, собственно говоря, вот как бы о нем, да, и юродивый не будет ничего объяснять, как бы, да, ну то есть кому нужно донести, тот понял. Вот, смысл такой. Хотя для других он действительно девиант, просто девиант. Вот. Поэтому там, если житие Ксении Петербургской, да, там читать, собственно, ходили там, вот сегодня она у меня взяла пирожок, но сегодня торговля пойдет. Там, в общем, в таком духе. Но изначально что с ней делали? Ее постоянно как бы били, избивали, и там дети дразнили. Ну, то есть юродивый в первую очередь проходит вот это уничижение. Ну, то есть здесь подражание Христу именно через уничижение, то, что называется кинозис. То есть мне нужно лишиться вот слава, я борюсь вот с этим. Я хочу это все как бы убрать для того, чтобы остался только Бог. А можно ли вот просто, я сейчас хочу сказать, такое социальное явление, как панки, это тоже своего рода какие-то юродивые. Я писал как-то целый пост о том, что, ну, собственно, просто для православия, проповедовалось для панков в Америке очень удачно. Там целое как бы было явление такое. И, собственно, панк, если мы смотрим выражение апостола Павла, мы стали как ссор для мира. И там слово ссор на самом деле стоит, в оригинале там что-то типа фекалиями. Да, мы стали вот такими. И слово панк, оно же как переводится, да, что-то типа мусор. И как бы я вот эту перекличку, собственно, можно стать вот этим мусором, но ради Христа, можно стать мусором ради, просто протест бессмысленный. И дальше, к чему? Спиваешься, снаркоманиваешься и умираешь. Все.
Но, видите, у всего есть свой темный двойник, в этом смысле, у каждой добродетели. Поэтому вот все можно абсолютно превращать как бы вот в золото. А можно превращать, но видите, вот Господь не коснулся, и все. У преподобного Паисия Святогорца есть хорошее выражение. Все, что ты делаешь, все твои добрые дела, это нули. Ты просто прибавляешь 0, 0, 0, 0, 0. Но сколько бы нулей не было, все равно 0. И нужно, чтобы Бог впереди поставил единичку. Вот. И пока он ее не поставит, все, что ты делаешь, 0. И в этом смысле вот всякая деятельность. Нужно, чтобы участие, синергия должна быть обязательно. Ты делаешь, но нужно как бы дать возможность Богу что-то сделать. То есть, если ты панк, то это не значит, что ты ближе к Богу, да? Панку, на самом деле, мне кажется, панку очень можно хорошо, собственно, проповедовать в этом смысле. Ну, то есть он может, ну, то есть правильно проповедь он может понять. Он может остаться панком и идти в монахи. Всё. Ну, монах и панк это как бы одно и то же, на самом деле. Да, в каком-то смысле. Ну, все, что как бы, ну, то есть вот этот самый протест, это нежелание встраиваться, да, в ту социальную систему, которая есть, она же израстет изнутри, это все равно рефлексия какая-то над этим. То есть мне нужно сначала все обдумать, чтобы стать панком. Так что я думаю, что... Ну, вы красиво сказали, панкующий монах, я еще такого не видел. Да? Ну, у меня просто я очень-очень подробно как бы это делал, как вот панков приводили в православие, там старцев, профириков, соколевит и так далее. Да, ну, то есть есть вот большой об этом пост, если интересно, я потом скину вам. Я хочу сказать, что мы всегда в это время уже начинаем потихоньку чайпить, поэтому кто хочет, если вдруг хотите, я тоже сделал. Но прежде чем Георгию Андреевичу отдать на другой вагон вопросов, я свой вагончик ставлю. Тем более мы как раз тут затрагивали уже разговоры так про Шестого и про Ницше, и в этом смысле, ну, вот этот, можно сказать, лозунг как раз мне близок и понятен про соблазн и безумие. Но ведь в святоотеческой традиции особенно сильна и философская традиция, которая, в общем-то, уходит, во многом пересекается с неоплатонизмом, ну, практически до Платона доходит, хоть мы его сегодня уже и поругали. Некоторые методологии, мы можем ее там наблюдать. И у меня несколько вопросов тут. Ну вот один из таких ярких, который просто пример может хорошо проявить на этом, это вопрос выбора между сопоставлением и противоставлением. Когда мы пытаемся проанализировать, ведь мы апеллируем то к каким-то жизненным ситуациям даже в нашем разговоре, но когда-то начинается вот какая-то философская методология. Я вот даже, чтобы ярче это было, приведу к нашей дискуссии вот это, когда да, вот даже сюда, вот этот слайд, да, вот этот переход, да, от древа познания добра и зла, да, вы в разговоре перешли вот, ну, я уже тогда хотел пошутить, что да, женщина познающая, тут как бы очевидно нарисована. Но смотрите, я приведу как пример, да, ведь в какой-то момент, когда мы говорим про образ и подобие, мы говорим именно про сопоставление, да? Но конкретно здесь, когда вы привели пример про, например, бар внизу и монастырь вверху, вы выбрали противоставление, да? Я понимаю, это крайние примеры, да, но в целом, а какой критерий здесь выбора? Почему бар внизу это не не рассматривается как первый шаг в сторону монастыря? Ведь если он подобен, так он и подобен, да? Почему подобие в одном случае, или образ, почему я не называю, вы не называете это образом, ведь если что-то похоже, почему оно в один момент выбирается так по-аристотелевски, как темная сторона противопоставления, да, есть там, как у него там, допустим... Интегрировать, в смысле. Да, а не в одну сторону, да? Ведь во многом традиция сущностного зла, традиции-то отрицаются. Почему тогда возникает сама дихотомия противопоставлений? Так, почему это не первый маленький шаг, условно говоря, в монастырь, а наоборот, как будто первый шаг в обратную сторону? Почему это отрицание, а не слабое, но подобие? Да, то есть достаточно ли, то есть подобие без сущности? То есть когда мы говорим о сущности, да, то есть когда мы спрашиваем, что есть краеугольный камень, что есть фундамент, на котором все остальное стоит, да, то есть одно из выражений, да,
Дьявол – обезьяна Бога. Ну, то есть карикатура. Вроде бы похоже, но я делаю настолько все уродливым. В этом смысле мне нравится «Снежная королева», вот этот вот осколок, который ему попадает, зеркало кривое, да, и который начинает видеть все уродливым. И, собственно, вот это подражание как издевательство над чем-то. Ну, то есть, вот есть литургия, а я сейчас придумаю такую литургию, которая будет как бы внешне похожа там и прочее, но будет последствия иные, совсем другие. То есть будет так, что человек на этой литургии еще будет дальше отстоять от Бога. В этом смысле. Ну, то есть человек находится в динамике, все его движение, оно всегда либо к Богу, либо от Бога. Все. А дальше инструмент, чтобы человека прельстить, мне нужно всегда сказать не ложь, а полуправду. То есть, когда он говорит, будете как боги, откроются глаза ваши, то есть откроются глаза ваши, это правда. Будете как боги, это уже насмешка. И получается, что все время в этом подобии, в этих образах, есть вот, знаете, как мне нравится образ греха, как чупа-чупс, внутри которого лезвие. То есть человек рассасывает, и потом в это лезвие, вот тоже делается, вот эта самая пустота. То есть ты сейчас пойдешь это сделаешь, и будет тебе хорошо, а ты переживаешь совсем иное. Вот. Поэтому способность различать, да, по сущности, не по внешности, а по сущности. Вот это, наверное, то, что принуждает человека, первая заповедь. «Я Господь Бог твой, да не будет иных богов, кроме меня». Ты должен научиться различать Бога от иных богов. То есть они называются богами не потому, что они боги, а потому, что они, как правильно сказать, выдают себя за богов. Как мошенник, который звонит и говорит: «Здрасте, я из Сбербанка». И дальше начинает, да, ну то есть ты ему доверяешь, ты ему вверяешься, и, собственно, последствия иные. Вот. Поэтому самого себе подобия, ну то есть внешнего, его, наверное, недостаточно. Собственно, когда обличал Христос фарисеев, вы лицемеры. Ну, то есть это идеальные люди, это лучшие авторитеты, молятся, постятся, милостыню дают и прочее. Все как бы хорошо. И вдруг он говорит, а внутри там совсем иные процессы. Внутри как бы Бога не пускают. То есть это вот как в «Приключениях Шурика», когда он бегал, там вот этого, да, и он от него начал стену строить, такой ха-ха-ха, ха-ха-ха, и потом смотрит, он себя замуровал. Вот. И здесь я думаю, ну, как бы вот в эту сторону отвечаю или нет? Да, но я бы... Да, я просто, ну, как бы пытаюсь... Я хочу этот большой пласт прямо дать, и с другой стороны тоже подойду. Причем я именно... Я тут ничего не хочу подковырнуть. Я хочу понять общий подход, общие традиции, может быть, ваш лично. Вот когда мы сравниваем человека со Христом. Да. Вот мы с вами предварительно как-то словами перекидывались перед этой встречей, что христология сильно в традиции проработана, антропология слабо. Да. И в этом смысле многие вещи, как прикладываются философски ко Христу, они достаточно известны. И когда мы говорим про некий идеальный образ, которому, ну вот как человек по подобию его, как некоторая есть здесь параллель между неоплатонической идеей, и человек, который к ней тянется. Но если мы говорим теперь про человека как образ, да, вот он тоже ведь такой создан, он по образу уже сделан. Почему к нему ту же меру нельзя применить, что он есть карикатура в этом смысле? Я обостряю, конечно, этот вопрос, да, но это ведь тоже как бы подобие. Откуда он взялся сущностно, если уже такой был идеал? Да? Это отсутствие какой-то полноты, это в чем он не подобен-то остается, где этот зазор между образом и подобием сущностно может присутствовать. Ну, то есть, если я понимаю историю про грех, да, но именно как сотворенный он тогда как был, по подобию, ну, если он не полностью подобен, в чем образ, в чем его собственная сущность еще как минимум до греха, которая возникла, которая его отличила от божественного. Кстати, вот, сейчас какая-то по ходу дела как раз мысль возникла. Вот, вспомнил. Есть один из принципов, да, что человек не есть образ Божий, человек по образу Божию. Ну, то есть это еще обращает внимание апостол Павел, что образ Бога есть Христос. Все. Он образ Бога, через которого ты познаешь Бога. То есть если ты как бы через веру в это входишь. Вот. А сам по себе образ, старообрядцев, по-моему, усы и борода, образ и подобие, у них что-то, они в ту сторону, да?
А здесь, по сути, ну, то есть, как говорили, те качества, да, которыми, ну, то есть, которыми делится с человеком Бог. Ну, то есть, очень важно, что Бог творит человека из любви. И эту любовь мы не понимаем. Мы не понимаем настолько, что святитель Феофан Затворник вообще говорит, что Бог сошел с ума от любви к человеку. И даже само боговоплощение, когда ты познаешь Бога, который все сотворил, величие власти, и когда он становится человеком, у многих святых, особенно вот Силуан Афонский, да, это прям, ну, не то чтобы даже в удивление, а в какой-то кошмар и ужас вводило, что Бог так смиряется. Бог позволяет с собой делать вот это как бы все. Это как раз тот соблазн, который, например, иудеи, мусульмане прям шарахаются. Бог так себя не будет вести. Не будет он унижаться. Да как Бог может позволить, что вы там распяли, унижали и так далее, да? Ну, то есть это... Нет, нам не нужен как бы такой Бог. Вот. А если говорить вот тема образа, ну, то есть вот все, что мы как бы на себе чувствуем, все, что мы понимаем, мы относимся к этому только как к дару, и все. И это дар, который можно исказить, да, который можно изуродовать. По сути, те страсти, вот, наверное, слышали выражение 7 смертных грехов. Это не наша традиция, вообще никак. Наша аскетическая традиция говорит о 8 греховных страстях. 4 пары. Чревоугодие, блуд, серебролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие, гордость. Вот это те болезни, которые максимально искажают мой образ и делают меня на Бога не похожим. Но они страсти, слово страсть переводится со славянского как страдание. Они приносят мне страдания. А добродетель, соответственно, противоположные вещи, меня Богу уподобляют. Ну, то есть вот, как бы, не знаю, вот так, ваш вопрос такой очень глубокий, сложный, может быть, даже за границами моего понимания разума лежит. Ну, как бы совсем не туда, да? Здесь не туда, по себе сложный вопрос задаю, действительно. Он касается и очень глобальных вещей, но и, кажется, прямого разговора, часто встречающегося между, ну, или, по крайней мере, вопроса людей к церкви. Потому что церковь всегда выступает еще и неким нормативным авторитетом, говорит о том, как надо. Ну, в том числе история про то, что даже этот образ очень, ну, знакомый, не только от церковной риторики, да, некоторые набор там пива, тусовка, потерянный взгляд, это очень плохо. Да? Ну, это то, что нас от Бога отводит. Я как бы вижу этот образ, читаю, он много где произносится. Но ведь такое, можно сказать, и не про некоторые другие вещи. Мне стало интересно, где эта грань, почему это рассматривается, ну, тут уж совсем образ такой крайний, да? Но ведь мы имеем массу каких-то вещей, жизненных практик, которые также попадают под некоторые, ну, нормативные какие-то вещи, что что-то делать там хуже, что-то делать лучше, да, что-то вот правильно, что-то неправильно, по огромному количеству практик жизни. Если я пойду и чисто вот по святоотеческим пойду искать, запрещено ли пиво в баре пить, я же этого не найду. То есть некий корень этой нормативистики, он опирается на некую, ну, философию противопоставления, что это против. Ну, то есть заповедь, основное, собственно говоря, заповедь, которая и как бы направляет человека некоторый вектор. Вот оно движение должно быть туда. Заповедь там «не убей, не укради» и тому подобное все помнят, но на самом деле первые заповеди, они все касаются отношений с Богом. Да, то есть первое различать, потом вот эта трансценденция, не сотвори себе кумира, имя Божие и так далее. Вот. Когда мы, вот знаете, что больше всего как бы людей очень, ну, то есть в чем вся сложность и что раздражает сильно людей, как бы в Боге, что Бог смотрит не на, как бы не на полноценную жизнь, а на момент, в котором ты находишься. То есть, условно, там священник, который, например, приходит там в тюрьму для пожизненных, где к покаянию приходят там какие-нибудь маньяки, педофилы, да, и то есть больше всего раздражает, почему Бог прощает им грехи. Почему, условно, человек, который там хороший, никогда не знал там Бога и как бы к нему обращался, но ничего плохого не сотворил, почему мы говорим, что у человека, возможно, нет ну, то есть спасения, а у маньяка-педофила есть? Ну вот вопрос нормативности. Да? Почему первый спасается разбойник, а прекрасные люди, фарисеи, не спасаются. Ну то есть все, у нас уже проблема, что мы не можем даже никакую моральную систему создать, элементарную. Да, то есть мы не можем ни о ком вынести решение. Ну, это точно спасется, это точно не спасется. У нас это категорически запрещено. То есть то, куда ты сейчас идешь, ведет в погибель. То, куда ты сейчас идешь, ведет как бы к спасению. Все. Но как ты закончишь жизнь, да, то есть даже на моей практике,
на моем опыте как бы есть огромное количество монахов, которые пришли прям к атеизму воинствующему. Да. То есть, например, даже игумен Нового Афона, где первый мой монастырь, где я жил, он все снял сам, пошел, он был иконописцем, теперь он занимается тем, что он женился на регенше, то есть управляющей хором, да, то есть 10 лет он был игуменом, все оставил, и он начал рисовать ее голой и выставляться на выставках где-то за рубежом. Да, и когда интервью смотрел, ему спрашивают, что вы остались верующим? Говорит, нет, я отрекся от Христа там, и тому подобное. Вот как бы монах, иконописец там, и так далее. Вот сегодня так. Вот, поэтому человек все время находится в движении, никто не может сказать, как я закончу. Нет. Вообще протестантизм у меня вот прям, это для меня такой триггер прям, потому что когда читаешь житие Мартина Лютера, ты понимаешь, что человек просто создал религию под свои как бы грехи. Ну, то есть, да, он просто, вот ему нужно было, то есть он как бы к покаянию не пришел, поэтому нужно было создать религию, в которой бы все полностью оправдывалось. Вот. И поэтому протестантизм это такая история, вот сегодняшняя, кстати, вот хорошо, что напомнили, даже война в Иране, ну, то есть там, когда военные писали, я читал, что там идет проповедь начальства военного, да, ну, то есть воля Божия, мы там строим третий храм, помогаем Израилю и так далее, все, воля Божия, Иисус с нами и так далее. Вот, пожалуйста, как бы богословие сегодня, оно протестантское, оно как бы вот сектантское и тому подобное. То есть третий храм это вообще как бы православие, это про антихриста история. Ну, то есть они его выдают как вообще там, что это нужно к этому стремиться. Ну, то есть вот протестантизм у меня вот как бы про это. Ну, у них же трактовка, что они это апокалипсис ускоряют, как бы, что... Да, ну то есть мы сейчас будем, апокалипсис же приходит, когда, как сказано, охладеет любовь, ну то есть прям зло воцаряется, все, то есть давайте мы сейчас вот устроим полное зло, и быстрее это апокалипсис придет, ну то есть логика, видимо, такая. Я последний небольшой, уже такой полушуточный, но тем не менее важный вопрос в этой тройке задам. Ну, в контексте тоже разговора о некоторой, да, нормативистской позиции, ну и отчасти вспоминая Шестого, да, то, собственно, если бы мы, давайте шире даже задам, если это вопрос о нарушении, да, именно о грехе, выберем в сторону смерти, почему же это не дерево, собственно, смерти? Или, может быть, дерево абсолютной свободы, опять же, ведь если так еще эту логику развивать, да, свобода сделать, собственно, грех и тоже умереть, которая может быть, опять же, к вопросу о сопоставлении и противопоставлении, которое может еще и большая свобода, чем выбрать вечную жизнь. И в этом смысле дерево познания добра и зла, да, некоторого представления о необходимости, какой-то великой норме, которую Шестов метафорически выводил. Да, все-таки вот этот переход, да, почему дерево именно познание добра и зла, но на практике, ну, я уже понял вашу позицию во многом, но все-таки чаще мы в первом разговоре и проповеди говорим-то вот скорее про набор нарушений вот таких, чем про саму претензию на это познание. Вот. И почему почему буквально это не дерево смерти? Да. Собственно, познание добра и зла, здесь как бы есть два момента. Добра и зла то есть это еврейская идиома, которая означает все на свете. То есть это абсолютное знание, абсолютное всеведение, которое имеет Бог. Это первый момент. Потом слово познание, по-моему, да, по-еврейски, оно означает познание практическое. Это когда я впускаю в себя нечто. То есть я одновременно должен здесь пустить не только добро, но и зло вовнутрь себя. И оказывается, зло начинает меня, то есть разрушать. Поэтому это добро, то есть познание добра и зла, как раз Бог его увязывает именно со смертью. То есть смертью умрешь. Вот это выражение «смертью умрешь», один из как раз называют это оборот внутреннего содержания, то есть это смерть не только биологическая, но и смерть внутренняя. Поскольку ты должен понять, ты живешь за счет благодати. И без благодати ты есть прах и ничто. Все. И, собственно, это дерево позволяет тебе это узнать, горьким опытом. То есть, если мама говорит, не лезь в розетку двумя пальцами, да, вот, я могу довериться маме, но все-таки я хочу эту боль пустить внутри себя. Мне нужен практический опыт. Есть у святых отцов такое мнение, что в
какой-то момент, когда человек возрастает, он должен был вкусить этот плод и победить, и изгнать. Просто сейчас, ну то есть Бог знал, когда человеку сказать, да, о том, что вот сейчас вот иди ешь. Но поскольку, да, ну, мы же, это на самом деле в обыденности все время происходит. Когда человек говорит своему ребенку, ну нельзя нож, вот как бы не бери, да, вот все равно взял, все равно порезался, как бы, вот что с этим делать? Что с этой нормативностью как бы делать, да? Ну, то есть это вопрос любви и доверия. Стоит ли Бог того, чтобы ему довериться? То есть, когда он говорит, то есть, могу ли я ему доверять? Могу ли я Бога вообще уважать? И так далее. Ну, то есть, это все вопросы, которые ставят. Источник говорит, человек не имеет абсолютно свободы, ты всегда кому-то служишь. Первая заповедь, я Господь Бог твой, да не будет иных богов. Человек – существо, которое всегда кому-то служит. Нейтрального статуса у человека нет вообще. Исходя из православной антропологии. Потому что у тебя внутри всегда голос. Либо к Богу, либо как бы туда. Ну, то есть, ты находишься вот между двух огней. И выбор нужно как бы сделать. И человек говорит, а я не хочу выбора. Вот не хочу я ничего выбирать. И все, отстаньте от меня. Так не работает. Ну, то есть это вот трагедия, да, для кого-то, что я вообще не хочу жить, не хочу выбирать и так далее. Я хочу жить своей какой-то маленькой жизнью. Ну, вот. Мы можем говорить про грех как движение к ничто, да, и вообще смерть как абсолютное движение к ничто. А вот это само ничто, оно по православной традиции, оно непосредственно дается в ощущениях или не знаю, фиксируется церковью или как? То есть вот есть ли некий последний авторитет за ощущением этого ничто? Это сам человек или все-таки нет? Один из величайших вот таких вот современных святых, Иосиф Исихаст, он говорил так, что если бы у меня была возможность, я бы написал 3 книги. Первая книга, что человек есть ничто, вторая книга Бог есть все, и третья книга надо много терпения. Вот. Да, но здесь ничто это в первую очередь, мне кажется, экзистенциальный опыт. Да, ну я просто здесь уже, наверное, из своего опыта говорю, когда 14 лет, когда вот это пришло осознание смерти, ну то есть моя любимая книга «Экклезиаста». Потому что вот это все как бы проживается, все как ничто, все как бессмысленность, ужас как бы и кошмар вообще. Есть, кстати, фильм, попытка экранизации «Экклезиаста», не сюжетно, а именно через вот это, называется «Теорема Зеро». Терри Гиллиам, что ли? То есть там вот как раз человек, вот он в этом состоянии, но очень как бы круто, интересно сделано. Да, смотрели его, да? Да. Вот у него же как раз вот этот ждет звонок. Вся его жизнь, вот ожидание звонка, все остальное его не волнует. И вот эту теорему, которую мы дали решить, да, как там, по-моему, что-то равно нулю, там, да, вот как раз ничто. Вот. Поэтому в основе человека есть ничто, в основе всего творения есть ничто. Поэтому, когда я ищу опору в творении, да, ну, то есть я все время проваливаюсь, оно все время исчезает, оно все время гниет. Ну, то есть какую бы я опору ни нашел, она вся испаряется, она испаряется. Вот. Поэтому это, я думаю, что это такой духовный, экзистенциальный опыт. И он очень-очень сильно важен. Ну, то есть это буквально вторая ступень святым отцам. Спасибо. Я обещал еще задать речь. Это и были эти вопросы? Ну, простенький вопрос, вопросик такой, наверное, видите. Вот правильно я понял, когда Бог создал человека, да, Он дал ему свободу воли. Правильно вас понял? Ну, да. Свободу воли, да? Так. А потом он эту волю у него забрал. Он ввел систему регулирования, так называемое синайское законодательство. То есть ограничил его, можно сказать, карантин. Его свободу воли. И получается ли вопрос такой, что он разочаровался в том, что он создал? Ему пришлось создать систему регулирования его поведения. Кстати, вот наша культура сегодня, когда вещи не ремонтируются, а покупаются новые, да, ну, то есть сегодня уже, как бы, ну, условно говоря, одежда там не нравится, пошел, купил новую. И все так. И поэтому эта логика, ну, то есть эта культура, она заставляет, ну, вот сломался мир, сломал Адам мир. Все же нормально было, он сломал. Ну, почему бы как бы вот все не упразднить и вот взять и сделать новый,
Да? Ну, то есть мы же, вот у меня кеды порвались, я пошел и купил новые. В чем проблема? Также Адам сломался, неси следующую. Ну, да, да. Ну, то есть в таком духе. И, собственно, почему вот Бог, собственно, да, вводит эти условия, почему хочет человека вообще исцелить, почему с ним как бы заморачивается и так далее. Вот это вопрос, что есть человек. Это же вопросы из 8-го псалма. Господи, что есть человек, что ты помнишь его? Господи, что есть человек, что ты посещаешь его? То есть, когда ты познаешь свое вот это ничто и видишь, что Бог в твоей жизни действует, тебе как-то помогает, у тебя один вопрос: зачем вообще, вот, ну неужели я вот стою того, чтобы со мной вообще носиться? Да? Ну, то есть библейские вопросы — это всегда вопросы из удивления. То есть я все время удивляюсь. Песнопения, которые там в церкви, да, разные догматики и тому подобное, они все содержат одно чувство — удивление. Я не понимаю, почему Бог меня любит. Собственно, книга Иова, она про это. Да? Если читали, дьявол говорит: Иов не любит, ну то есть он любит тебя корыстно, только потому что ты ему тут помогаешь, тут помогаешь. Все, человек не может бескорыстно любить Бога. Не может никак. Вот забери у него все, семью забери, детей забери у него, дай ему болезнь такую, чтобы он спать не мог как бы от ужаса, от кошмара, да, полностью унись его и все прочее. Вот посмотрим, будет ли тебя любить такой человек. И весь прикол, что Иов любит. Ну, то есть он продолжает любить, у него как бы этот бунт, но он основан на любви. Собственно, это все как бы вот из истории тайны. Ну, то есть это то, что ты можешь переживать, но то, что ты не можешь в себя вместить. Ты можешь к этому прикоснуться. Поэтому ту жизнь, которую дает Бог, он дает как бы, вот прикоснись, знаете, когда человек в мучениях, он постоянно там, ну за что тут, за что там, и да, то есть он задает вопросы и требует рациональных ответов. А чаще всего ответ просто: Бог прикоснулся к сердцу, и все. И наступила полнота, и человек уже ничего не спрашивает, ему уже ничего не надо. Все, вопросов нет. То есть вопросы, они как бы вот из этой пустоты рождаются. Как говорил Исаак Сирин, что молчание — таинство будущего века, что слова — это инструмент этого мира. То есть они здесь как бы нужны, но они очень немощны. Да? А в будущем, когда Бог во всем, тебе не нужны будут слова. Ты уже просто как бы вот проживаешь. То есть это, знаете, наподобие, когда два человека любят друг друга, там, мужчина и женщина в такой любви, они просто смотрят друг на друга, лежат, смотрят и наслаждаются. Им ничего не надо говорить, они просто созерцают друг друга. И когда этой любви нет, тогда начинаются громкие крики друг на друга, хотя рядом, и кричать не надо, но крик начинается. Слова, 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 слова. Собственно, вот такая мысль. Да, а у меня вопрос напоследок, но он будет не шуточный, не веселый. Казалось бы, классно было на такой ноте закончить. Но у меня, можно я вот так вот в лоб спрошу ваше мнение по вопросу теодицеи? Понимаешь, очень сложный вопрос, но вот очень хочу задать. Да, теодицея не решается, ну то есть рационально не решается никак. То есть все страдания, все зло, которое есть, да, на чаше весов, оно как бы все вот перевесит в этом смысле. Поэтому теодицея, по сути, вот вся теодицея в христианстве — это присутствие самого Бога в мире, сострадание. Все. То есть Бог пришел, чтобы тебе сострадать, но не просто тебя вытащить, да, из проблемы, как бы, а чтобы вместе с тобой проживать и переживать тот ужас и кошмар. То есть я иду и все беру на себя, ну то есть чтобы было понятно, казнь на кресте придумали персы для того, чтобы человек максимально долго умирал. Ну то есть эту казнь, вот просто это самая, как бы можно сказать, дьявольская выдумка. То есть там висели на крестах по 3 суток. Они должны были максимально долго умирать и максимально мучительно. И то есть Бог выбирает именно эту казнь, чтобы максимально все вот испить вот эту чашу как бы страданий. Вот. И тогда уже как бы из этого страдания появляется сострадание и так далее. Но то есть оно возможно только на практике. Все. Православие, ну все про экзистенцию, онтологию, вот все про это. Да? Запад, он весь про эпистемологию там, и так далее. Вот, кстати, цитату можно я зачитаю Вышеславцева. Есть такой Борис Юрьевич. Чрезвычайно характерная особенность восточного христианства состоит в том, что для него ум, интеллект, разум никогда не есть последняя основа, фундамент жизни. Умственное размышление о Боге не есть подлинное религиозное восприятие. Восточные отцы церкви и русские старцы дают такое указание для подлинного религиозного опыта. Нужно умом стоять в сердце.
Один старец говорил про современного человека: вот у него ум, вот сердце, а между ними каменная стена. Эта стена и делает невозможной истинную религиозную жизнь. Ученый-европеец знает многое, часто знает и Библию, знаком с мистикой, теологией, с оккультизмом, но все это только знание, только любопытство. Отдельно существует совокупность знаний, и совершенно отдельно, отделенно от него стеной живет сердце, потерявшее свое великое значение, свою центральность, свое право быть фундаментом всего. Ум не стоит в сердце, он стоит отдельно, он не согревается теплотой сердца. Вся наша цивилизация, ведущая происхождение от Ренессанса, вся эта безрелигиозная цивилизация хочет лишить сердца его центрального положения и дать это центральное положение уму, науке, познанию. В этом смысле пророчески для всего новейшего интеллектуализма остается изречение Леонардо да Винчи: «Великая любовь есть дочь великого познания». Мы, христиане Востока, можем сказать как раз обратное: великое познание есть дитя великой любви. Спасибо. Да. Поэтому путь, вот, условно говоря, Леонардо да Винчи, рациональный Одиссеи не работает. Уже как бы вот так. Да, спасибо. Я не буду задавать вопросы. Нет, я не буду задавать вопросы, потому что, наверное, потому что... Нет. Я в русле того, о чем сейчас вы как раз зачитали эту цитату. У вас очень много любви в том, что вы говорите. И это так приятно. Это так приятно действительно, потому что общения разные, и в том числе мое, и в том числе со священнослужителями тоже, по-разному каждый раз открывалось, но именно в вас очень много вот этой любви к познанию. И это очень приятно, и спасибо вам за это. Это первое, что я хотела бы сказать. А второе, что, наверное, для меня из того, наверное, такой очень приличной, хорошей структуры, которую вы построили в виде христианской антропологии здесь, осталось только одно, что я бы туда добавила, вероятно, да, о чем вы постоянно и каждый раз произносите, что постоянно произносится в цитатах из Библии, может быть, в каких-то обращениях. Вы знаете, тот самый фундамент, который вы постоянно упоминаете, но который почему-то в этой структуре никак не прозвучал. Это фундамент любви. Вот как ни странно. Поэтому я, наверное, просто бы вот сейчас на это бы обратила внимание, потому что для меня все-таки христианская антропология, она имеет этот фундамент и это начало. И когда это начало вдруг вот, как бы все время же здесь с нами, да, вы все время это произносите, но в этой структуре отсутствует, то мне кажется, что почему-то каким-то образом изгоняется, понимаете, да? Такая штука, как эмоциональность. Вы говорили много об ощущениях, о страстях, о том, что и каким образом они приводят к греху и так дальше. Но любовь – это то самое противоположение, о котором говорит Степан Леонидович, и вы там рассуждаете о сущности, но разве это не есть та самая сущность, исходя из которой все и начинается, исходя из которой возможно заново построить некую антропологию, не просто христологию, но антропологию. Ну, это так, рассуждение, которое я так... Это не вопрос, нет, это некоторым образом... Думаю, почему, да? И у меня, наверное, такой ответ есть, что любовь – это понятие, которое, казалось бы, у всех оно вызывает добрый, прекрасный отклик. Тем более мы живем в культуре, вот история про эмоциональные, влюбленные отношения и так далее, да, то есть музыка, фильмы, все этим пропитано, и чаще всего в культуре именно вот это и есть любовь. То есть когда ты говоришь любовь, сразу человек, то есть представь любовь, что представится? Мужчина, женщина, отношения и так далее. То есть я имею в виду в том пласте культуры, в котором мы живем. И поэтому часто вопрос: если Бог есть любовь, откуда гиена огненная? Разве это не противоречит любви? Любовь – это, казалось бы, все принятия и тому подобное. И я понимаю, что любовь, которая внутри, как бы о нем так сложно говорить, особенно вот гимн апостола Павла, да, любовь не завидует, любовь не превозносится, любовь не бесчинствует. Вот эти все характеристики любви, они настолько как бы немножко чужды нашей культуре внутренней, что как будто бы вот у преподобного Иоанна Лествичника, один из таких величайших отцов, классиков монашества, да, у него показано 30 ступеней возвышения к Богу, и он только на 30-й ступени ставит любовь. То есть до любви 30 ступеней, а там вообще самоотречение, терпение, то есть 30 вот этих всех вещей. И поэтому, наверное, это тема, которую очень-очень сложно, да, говорить
Поэтому, да, Да, понимаю, замечательно. да, говорить, наверное, очень сложно, но разве это не будет тогда тем возвратом, вот к тем смыслам, которые как бы сейчас утеряны в этой культуре, как вы говорите? Да. Может быть, стоило бы напомнить о некоторых из них? Кстати, самое, вот, наверное, про любовь, самое важное, что говорит Иоанн Богослов и апостол Павел, он говорит такую вещь. Ты можешь любить другого человека, только если будешь переживать любовь Бога по отношению к самому себе. Ты не можешь возлюбить другого человека, если не почувствуешь, что Бог любит тебя. То есть, если ты не найдешь эту любовь, вся твоя как бы вот эта проекция, она будет не той, не настоящей. Ты должен учиться у любви то, как тебя любят, и из этой педагогики уже любить другого. Потому что любовь, она должна быть все время с рассудительностью. Например, и любовь избалованная, гиперопека и прочее, да, просто я с этим, с историей про созависимость, как там приходит мама, там, с сыном алкоголиком и так далее, да, и вот это начинаю, но я же его люблю, я его с детства, вот это, и она рассказывает про эту любовь, как бы, и я понимаю, что это любовь, в которой любви вообще нет никакой, да, там история про эгоизм, тревожность и так далее, да, но попробуй ей скажи, что это не любовь, да, расцарапает лицо сразу. Да, поэтому, видите, любовь, вот о ней надо так аккуратно, так осторожно говорить, потому что к ней еще надо подобраться, но я как бы согласен, конечно. Это, по сути, то, что возвысило любовь, по сути, в нашей культуре. Тут уже несколько кругов было последних слов, но это скажу, пост последние слова. Я не стал в комментарии врываться, когда еще и про разговор шел и прочее, поэтому сейчас все вспомню. Вот у Свидригайлова есть, когда он подходит в «Преступление и наказание» к Раскольникову, ну, когда рассуждает, верит ли он там в Лазаря, в воскрешение и прочее, и просто говорит им, а может ад это вовсе не вот там, где черти, движуха, да, это изба без окон, только пауки. Это к чему я? Классно, что мы сидели сегодня не в избе с пауками. Спасибо сегодня, коллеги, всем, кто сегодня пришел и в этом разговоре участвовал. И второй момент, который я хотел бы отметить, Ефрем много говорил про сострадание, но мне кажется, в библейской истории много и сорадости. И ну, тот же Лазарь, наверное, когда воскрес, я думаю, порадовался, да, как бы активно. Когда Авраам встретил Троицу, думаю, тоже был рад. И упомянутый, пусть это прилетело и в грозном облаке пришел Бог, но я думаю, была тут сорадость встречи, поэтому второй мой комментарий по этому поводу. Классно, что мы сегодня встретились. Спасибо, что вы к нам пришли. Мне кажется, сегодня была очень интересная, живая, наполненная радостью общения и встречи. Спасибо большое. Может, от вас пару слов. Нет, я вообще на самом деле, ну так иногда периодически куда-то зовут, куда-то езжу, но на самом деле в как раз сообщество, которое как-то, ну, не так связано с церковью, которое не как бы не церковное, я всегда с какой-то большой радостью хожу. То есть, когда меня зовут там на приходы, еще куда-нибудь, да, мне меньше радости. Да, вот. Спасибо.